Коми Республиканского института развития образования Светлана Николаевна Штыклянь. Уважаемые участники семинара, мы очень рады вас приветствовать в Коми Республиканском институте развития образования на такой серьезной, актуальной теме, которая посвящена вопросам профориентационной работы в общеобразовательных организациях и в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Действительно, тематика достаточно серьезная, сложная, наверное, очень много вопросов и проблем в этом направлении. Ежегодно наш институт ведет мониторинг профессиональных намерений выпускников и обрабатывает ту статистику, которая сегодня рассматривает направленности и предпочтения наших выпускников общеобразовательных организаций. С данными вы можете познакомиться на нашем сайте. Я думаю, что это тоже является таким серьезным основанием для профориентационной работы. И, наверное, в контексте сегодняшнего семинара вы будете также обсуждать эти вопросы. Программа семинара очень насыщена, интересна. И семинар скорее и обучающий, и методический в том числе, где вы, собственно, будете делиться своим опытом работы, рассказывать какие-то и обсуждать интересные темы. Я думаю, что он принесет вам много интересных, хороших идей, а также, наверное, выработку определенных путей решения по данному направлению. Поэтому я вам желаю успешной работы, хорошего обмена опытом, ну и каких-то продуктивных, наверное, идей, возможностей в рамках решения такой сложной проблемы, как организация профориентационной работы в общеобразовательных организациях, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего вам доброго, успехов. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, мы начинаем. И я прошу прощения, что вот буду стоять за этой конторкой. Понимаю, да, что это может быть не очень удобно, особенно для сидящих сзади, и приглашаю вас занять более презентабельные места вот здесь впереди. То, что я здесь, обусловлено тем, что, я уже сказала, да, онлайн-трансляцию мы ведем, и большая часть участников этого семинара находится именно в режиме онлайн-трансляции. Более 70 зарегистрировавшихся на данный семинар, они получат возможность наблюдать со всем и участвовать дистанционно. Ну что, актуальность и современные подходы профориентационной работы с обучающимися в общеобразовательных организациях в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Актуальность, конечно же, очевидна данной темы. Федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают данную деятельность. И в тексте стандартов основного общего образования стандарта несколько раз встречается, много раз, да, даже, скажем, многократно встречается именно такое направление деятельности, как профориентационная деятельность. Поэтому мы можем заявить, да, признать, что профориентация ныне – это задача государственного масштаба, и она важна и как для личности, да, так и для государства в целом. И первый, конечно же, агент профориентационной деятельности, субъект – это общеобразовательные организации. И давайте мы рассмотрим основные нормативные документы, перечень нормативных документов, которые являются основой профориентационной деятельности в образовательных организациях. Конечно, это Федеральный закон об образовании Российской Федерации и некоторые статьи, которые прямо или косвенно говорят нам о том, что данная деятельность необходима, да, и данная деятельность является прямой обязанностью общеобразовательных организаций. И не только общеобразовательных организаций. Далее, закон о занятости населения в Российской Федерации. Дело в том, что министерство, данная профориентационная деятельность курируется, конечно же, не только Министерством образования как профильным ведомством, но и Министерством социальной защиты и труда. Да, и вот большинство мероприятий республиканского уровня проводится совместно, да, Министерством образования с Министерством социальной защиты, да, и труда, да, и социальной защиты. Распоряжение правительства Российской Федерации
который утверждает стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Любой специалист в области воспитания, а к таковым мы относим по новому профессиональному стандарту специалиста в области воспитания, кого мы относим к специалистам в области воспитания? Социальные педагоги, педагоги-организаторы, старшие вожатые, педагоги-библиотекари и тьюторы. Да? Вот те специальности, которые официально признаны, называются специалистами в области воспитания. Именно эти специалисты в первую очередь в общеобразовательных организациях должны осуществлять функцию профориентационной деятельности. На самом деле мы знаем, да, что в каждой школе эта деятельность профориентационная выстроена совершенно по-разному. Где-то это ответственный, да, человек на всю школу, который определяет формы, виды профориентационной деятельности, составляет план и реализует его, да, при помощи там других агентов, классных руководителей, предметников и так далее. Где-то эта функция рассредоточена на всех, ну или на нескольких, да, лиц, преподавателей, педагогов. Но, тем не менее, в соответствии со стратегией развития воспитания, эта деятельность является также очень важной и значимой и выделяется в отдельные направления воспитательной деятельности, и мы должны об этом знать. То есть это тоже такое нормативное основание этой работы. Дальше. Вот совместный приказ Минтруда России и Минобрнауки России от 2013 года о Межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации молодежи. Данная структура также рассматривает, проводит различные круглые столы и издает некие рекомендации о том, каким образом эту работу проводить. И вообще, на самом деле, в настоящее время мы можем заметить, что интерес к этой теме возобновляется вообще в профориентационной деятельности. Он, вот, на мой взгляд, не знаю, согласитесь ли вы со мной, как-то вот так немножко затухал, да, это пристальное внимание. В настоящее время мы об этом говорим снова и снова и понимаем важность и значимость этой деятельности. Следующий нормативный документ федерального уровня это федеральный государственный стандарт по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, профессии, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профобразования. Приказ Минтруда и социальной защиты от 2013 года также, видите, да, целый пакет документов был принят в 2013 году. Здесь также содержатся рекомендации, даже не рекомендации, а нормы, нормативы по организации вот этой профориентационной деятельности, но большей частью он касается, конечно же, взрослых, да, взрослых уже имеющих образование, но тем не менее, я думаю, что вы об этом документе должны знать. Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации, также Минтруда и социального развития 1996 года документ, он также касается профориентирования взрослых, молодежи с образованием, и также в нем содержатся очень важные нормативные направления, да, то есть по этой деятельности. Комплекс мер по созданию условий для развития самореализации учащихся в процессе воспитания, обучения на 2016 и 2020 годы, утвержденный зампредседателя правительства Российской Федерации в 2016 году. Относительно свежий документ был принят по результатам также межведомственного совещания, и в нем определены основные также направления по профориентационной деятельности учащихся. Рекомендую ознакомиться. Еще два документа федерального уровня, видите, их достаточно много. Приказ Минобрнауки
от 2010 года об утверждении Минобрнауки России об утверждении введения в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и стандарт среднего общего образования. Как я уже сказала, и вы наверняка знаете, ничего нового я вам здесь не открываю, что в ГОС общего образования эта деятельность подчеркивается и выделяется как очень важная, значимая, встречается многократно в тексте. Ну, какие мы можем документы выделить регионального уровня? Это комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие системы среднего профобразования с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии. Это ведомственный документ, и может быть где-то широко, да, он не представлен, но мы постараемся его вам предоставить, да, для того, чтобы вы его изучили. Ну и принята дорожная карта по реализации мероприятий межведомственного комплексного плана развития системы профориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Возможно, наш приглашенный специалист, она, видите, после обеда, Надежда Владимировна Жигачева, она более подробно остановится на этой теме, и вы сможете задать ей свои вопросы. Потому что тема профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья нынче, конечно, очень востребована. Ну, какие проблемы профориентационной деятельности мы можем выделить? Я хочу сказать, что в своем выступлении опиралась также на выступление, на материалы наших коллег, вот Мария Владимировна Сидякина, которая будет выступать далее, да, с анализом профессиональных намерений выпускников. Была проведена очень такой серьезная работа, и она представит основные результаты этого мониторинга. Я лишь использую некоторые данные, да, которые в ее выступлении, возможно, не прозвучат. Так вот, в этом анализе, в этом мониторинге анализировались также проблемы организации профориентации, то есть это мнение непосредственно самих выпускников 9-11 классов. Вот что они выделяют? Значит, они выделяют, что проблемой профориентационной деятельности является, вот я вот сюда обратила внимание сначала, да, применение неэффективных форм информирования. Как мы уже говорили, каким образом профориентация выстроена в образовательных организациях? Ну, традиционно, и мы об этом дальше еще поговорим, да, традиционные методики какие? Мы предоставляем какую-то информацию в различных видах ее. Мы вывешиваем ее на стенде, где еще мы говорим на классных часах. Что еще мы делаем? Через сайт. Каким образом? Школьный сайт. Вот. Есть страницы по профориентации. Что мы там размещаем? Какую информацию? Информацию об образовательных организациях, о существующих вакансиях, о возможных, да, тенденциях в сфере профессиональной деятельности, там, какие новые профессии, возможно, да, появляются, какие профессии более востребованы, какие менее востребованы. Но, тем не менее, наши выпускники говорят нам о том, что данные формы недостаточно эффективны, формы информирования. Следующее, что отмечается, это нестабильные всплески интереса к профессиям и к труду. Ну, как правило, прошло какое-либо там мероприятие, там крупное, федеральное, там та же самая, предположим, первая приходит Олимпиада, да, и все заинтересовались профессией там, ну, спортсменом, да. Прошло какое-либо крупное мероприятие, и вот такие нестабильные всплески к профессиям, тем или иным, чаще всего вот ныне медийные, да, какие-то у нас направления лидируют, песенные, певческие конкурсы стимулируют там интерес к творческим видам профессии и так далее. То есть те профессии, которые не широко не афишируются, да, они остаются как будто бы в тени. И вот здесь мне, например, интересно, не знаю, как вам,
обратить внимание на такую формулировку, как нестабильный всплеск к труду. Вообще к труду у нас сейчас интерес вполне себе, на мой взгляд, не то чтобы нестабильный, неоднозначный. Трудовое воспитание в школе, если мы проанализируем программу воспитания на уровне основного общеобразования, я говорю, с 5 по 9 класс, а по роду деятельности мы анализируем такие программы, да, программы воспитания и социализации на уровне основного общеобразования, я могу сказать, что трудовое воспитание представлено крайне на низком уровне. Вот вы мне подсказываете, да, я могу об этом заявить. Да. Дети даже забыли, что такое слово труд. Вот. Я и что труд является ценностью. Да. И при том, что мы формируем финансовую грамотность ныне, да, мы говорим о том, как тратить деньги, как правильно направлять финансовые потоки, совершенно забывая о том, что для того, чтобы их тратить, сначала нужно их заработать. А как их заработать, да, это как бы такой покрыто завесой, ну, вообще в пелене какой-то, непонятном, да, тумане, как зарабатываются деньги. А деньги зарабатываются потом, да, и трудом. И вот это самое трудовое воспитание ныне в программах воспитания, значит, представлено какими видами, какими формами, да, деятельности, такими как трудовые конференция про труды, да, ну, о том, какие бывают профессии, опять же, и так далее. Дальше представлено технологии, да, уроками технологий, то есть в предметной деятельности трудовое воспитание осуществляется. На самом деле, ну, здесь можно еще как бы не то чтобы поспорить, да, а предмет технология не столько на ручной труд не направлен, сколько на какие-то получения общих знаний. Далее, какие еще формы трудового воспитания? Конечно, сюда волонтерство, да, мы указываем. Конечно, мы указываем выполнение всевозможных поделок там, и выставок. Но мы при всем при этом понимаем, что здесь какая-то такая некая игрушечность, ненастоящесть вот того самого трудового воспитания наблюдается. Поэтому, на мой взгляд, не знаю, согласитесь ли вы со мной, коллеги, основной проблемой профориентационной работы как раз-таки является вот то самое низкое качество трудового воспитания и вообще понятие о труде как о таковом, что есть труд ручной, труд интеллектуальный, и тот труд почетен. Вот, это проблема. Далее, проблема, которую формулируют в рамках этого исследования выпускники, увеличившиеся требования к выпускникам школ и их недостаточный уровень подготовленности к профессиональному определению. Ну, тут два в одном, на мой взгляд. Увеличившиеся требования к выпускникам школ. Мы можем сказать, да, что ныне объем получаемых знаний нашими выпускниками, с одной стороны, гораздо больше, чем он был какое-то время назад, с другой стороны, мы не наблюдаем качественного роста, да, этих самых знаний. То есть вот такой парадокс получается. И очень часто видим, что такую ситуацию, когда выпускников вообще, пожалуйста, не трогайте, у них скоро ГИА, вообще ничем их не загружайте, вообще ни на какие воспитательные мероприятия их не привлекайте, лишний раз с ними ни о чем не говорите, потому что нам нужно сдавать ОГЭ и ЕГЭ. При том самом, да, что это ОГЭ и ЕГЭ им вообще может не пригодиться, если они вообще понятия не имеют, что они собираются с этими результатами далее делать. Понятно, что они их получат, да, эти результаты, но понимание того, что далее за этим следует, то есть ОГЭ ради ОГЭ и ЕГЭ ради ЕГЭ, а что потом и куда я с ними потом пойду, ну куда-нибудь пойду, куда-нибудь, куда возьмут, туда и пойду. Ну, то есть эта ситуация совершенно нездоровая, и никто ее не изменит, кроме как на уровне образовательной организации и, самое главное, на уровне муниципалитета. Почему мы сегодня хотим говорить еще о том, что
профориентационная деятельность — это не только работа должна быть выстраиваема в школе. Школы, да, естественно, в первую очередь, но политика муниципального образования, то есть учредителя непосредственного этой образовательной организации, должна быть также ясна и прозрачна. Если мы хотим, чтобы у выпускников было понимание, да, того, что необходимо выстраивать свою профессиональную траекторию, свою жизнь, а именно профессия определяет дальнейшую жизнь человека. Так ведь? Полностью, ну не полностью, но во многом она ее определяет. Будет ли человек геологом, это определенный образ жизни. Будет ли человек преподавателем, учителем, это другой образ жизни. Будет ли человек, ну пусть офисным, да, работником связи, банковской сферы, транспортного какого-то хозяйства, это определяет жизнь. И здесь очень важно, чтобы субъекты профориентационной деятельности это понимали. И субъекты профориентационной деятельности, на мой взгляд, это не только школа, да, это и, собственно, учредитель этой образовательной организации. Поэтому здесь не очень здоровая ситуация, да, с выпускниками. Именно им предстоит определяться со своей профессиональной деятельностью, а им этим заниматься некогда по факту получается. Их недостаточный уровень подготовленности к профессиональному определению. Это совсем другое, да, на мой взгляд. Недостаточный уровень подготовленности к профсамоопределению. Для того, чтобы быть готовым к профессиональному самоопределению, нужно что? Нужно как минимум хотя бы иметь много информации об этом, о себе в первую очередь, что я могу, чего я хочу, что у меня получается, к чему лежит душа. Или же я хочу продолжать профессию своих родителей. То есть для того, чтобы быть подготовленным к профессиональному определению, это не просто так ниоткуда приходит, это планомерный, целенаправленный процесс. И это не одна беседа, и не один классный час, и не одна методика на определение там, склонностей к тому или к иному виду профессии. Это подготовленный такой процесс, да, подготовленность к профессиональному определению. Дальше проблема. Отсутствие постоянно действующей и широко распространенной программы для знакомства с разнообразными специальностями, рынком труда, его требованиями и потребностями. На самом деле на уровне республики такой программы одной, единой, да, для всех нет. Поэтому каждая образовательная организация эту деятельность выстраивает самостоятельно. И здесь уже все по-разному обстоит. Далее, отсутствующая или неквалифицированная помощь в выборе профессии для школьников. Но это кому мы адресуем? Это мы адресуем в первую очередь, конечно же, тем самым образовательной организации и педагогам, которые оказывают эту профориентационную помощь. Помощь в выборе профессии – это, конечно, очень ответственно. Вот что значит помощь в выборе профессии? Это значит, что посоветовать, а если не так посоветуешь? Не то посоветуешь. И вообще самое, наверное, последнее дело, что-то советовать. Да, здесь должна быть объективная информация, объективное информирование, а выбор должен осуществить сам выпускник, либо сам выпускник там, с его родителями. А помощь должна быть в чем? Ученик должен задуматься, прежде всего, что он сам умеет. Помощь должна быть в том, чтобы мы создали условия для этих раздумий. Далее, затрудненное определение и оценка своих перспектив развития в различных профессиях. На самом деле, когда выпускники выбирают профессию, очень многие руководствуются чем? Ну, чем они руководствуются? Там, да. То, что нам кажется прибыльным. Да? Вот, значит, в «Газпроме» все много получают, пойду газовиком учиться там, да? Вот, значит, в банках много получают, пойду-ка я там вот в эту сферу. И на самом деле, когда человек приходит в ту или иную сферу, оказывается, что все не так, как он думал, да, получает разочарование. Действительно,
чтобы понимать правильно и оценивать свои перспективы в той или иной профессии, надо об этой профессии много чего узнать. И видеть не только внешнюю сторону, или там кто что сказал, а хотя бы немножко понимать содержание, да, деятельности. То есть чем занимается, собственно, тот или иной представитель профессии, его трудовые операции, действия. И вполне возможно, что, мне кажется, это хорошо, ну там, предположим, актером, да, быть, а на самом деле актером быть совсем нелегкий хлеб. Или что там работа, ну какая работа, педагогом, да? Нет, ну педагогов, я думаю, не знают, из чего состоит операция, да? Не знаю. Какая у нас может быть? Вот там какой-нибудь мерчендайзер, да? Ну, красиво, да, расставляй там к себе красиво эти товары на полке, да, продумывай как и что. На самом деле, если мы глубже узнаем эту деятельность, и мы поймем, что мерчендайзер это ноги кормят, и он сам должен ходить и сам лбом своим пробивать, да, окучивать, скажем так, эти магазины и предлагать ту или иную продукцию, ну, на самом деле здесь уже как-то пыл поубавляется. То же самое красивое менеджер по продажам. Да, сейчас у нас их много требуется, чего бы мне менеджером по продажам не стать. На самом деле менеджер по продажам еще та работка, когда ты с утра до вечера на телефоне и вынужден много, подолгу общаться с людьми, предлагать им те товары, которые тебе лично самому кажутся, могут показаться и не очень-то и нужны и полезны. Да? То есть это определенные качества личности нужны для того, чтобы этим заниматься. Да? Можно вернуться к педагогам? Для меня было потрясение. Пришли в этом году новые педагоги. Они думали, что мы стоим у доски, там пошли, покрутились, что-то покрутились. Практика. Но до пединститута надо ведь тоже, чтобы они поняли, вот эти дни самоуправления, школа, они что-нибудь, как вы думаете, дают для понимания учительского труда хоть немножко? Немножко дают. Как подготовить, то же самое, да? Как успокоить. Хотя бы процесс подготовки к уроку сколько занимает время. Да, проверка потом тетрадей. Если один раз предложить проверить вот такую горку тетрадей, да, как потом будешь ощущать себя и так далее. То же самое, например, касается профессий, связанных с компьютером, с работой на компьютере. Да? Многие дети сейчас просто не понимают... Знаете, бумагу-то слышишь, заправишь фильтр, слышишь, диалогов педагогов молодых. Вот это их шокировало. Ну, конечно. Они пришли, получили образование, сели и все им дали. Ну вот видите, это уже проблема профориентации запущенная, потому что человек уже получил профессию, пришел и понял, что, может быть, он не очень-то и готов к этому. А я говорю еще про раннюю профориентацию, когда ныне дети не понимают, чем занимаются их родители. Они не знают, чем занимаются их родители. И если папа, например, водитель, можно объяснить, да, чем занимается его родитель, но если мама сидит целый день, смотрит в компьютер, она там в банке работает, то очень трудно ребенку объяснить, чем мама целый день занимается. Ну вот про себя могу сказать, да, чем мама занимается, мама методист, значит, с утра ребенок пришел, днем смотрит, мама смотрит в этот компьютер. Целый день она смотрит в этот компьютер. Что она там делает? Опрос у своих восьмиклассников. Чем занимаются родители, какие у них профессии, что они заканчивали. Значит, родители, когда почитали, они были расстроены, удивлены, они были шокированы. Той информацией, которую их ребенок написал. Вот, то есть вот эта вот проблема, это вот про то, понимаете, дети не знают, что подразумевается, какие трудовые операции нужно выполнять в той или иной профессии. Тем более, что у нас вот этих профессий, которых явно не очевидно, чем занимается, да, тот или иной взрослый в той или иной профессии. Поэтому об этом нужно говорить. И когда девятиклассник или 11-классник, выпускник говорит о том, что я хочу быть менеджером, нужно, наверное, понимать, и он собирается поступать на менеджмент, наверное, нужно ему задать вопрос: а ты знаешь, чем занимается менеджер? Вообще, кто он такой и какие трудовые операции и действия ему нужно будет совершать? Потому что менеджер — это обо всем и ни о чем. Вот ты куда пойдешь работать? Менеджером чего?
Но сейчас же на всех сайтах есть профпрограммы, на всех сайтах учреждений. И там как раз помощь детям, вот я, например, объясняю, что вы можете свои личностные качества посмотреть, соответствует ли той или иной профессии. Это личностные качества. Ну и личностные, профессиональные личностные качества, они немаловажны. Потому что если ты, допустим, они думают, повар это просто так стоял. Приготовила покушать? Да, то там нужно быть и, во-первых, должна быть какая-то сила воли у тебя должна быть, да? И физически ты должен быть да, подготовлен. ты должен там стоять целый день над плитой и так далее. То есть вот профессиограмма, конечно, небольшую помощь тоже оказывает. Это, конечно, то есть склонности, это вот как раз вот в какую проблему-то мы недостаточно... Ну, это, даже это везде можно включить, в любую вашу... Вот это вот здесь, я думаю, да, вот склонности, способности, это вот сюда. А здесь именно незнание того, что необходимо выполнять, что делают вот представители той или иной профессии. Очень хорошо. Поэтому, когда мы занимаемся профориентационной деятельностью, на это должны обращать внимание. Ну и здесь, значит, девятиклассники говорят о том, что самыми распространенными каналами получения информации о профессиях ныне является, конечно же, наш интернет всемогущий, далее справочники профессий, которые стараются обновлять, и беседы с профессионалами. Вот это эти самые тройка действенных каналов получения информации о профессиях. Вот, какова ныне ключевая цель профориентационной деятельности? Мы, конечно же, говорим о том, что эта деятельность должна быть целенаправленной, специально организованной и управляемой. И ключевой целью на федеральном уровне этой профориентационной деятельности является следующее: подготовка обучающихся к обоснованному, зрелому выбору профессии, удовлетворяющему ему как личные интересы, так и общественные потребности и запросы рынка регионального труда. То есть, видите, сколько здесь компонентов мы можем выделить. Во-первых, это зрелый выбор профессии. Это не когда я перед сдачей ОГЭ листаю справочник, куда пойти учиться, а зрелость, качество личности, такая зрелая личность, в первую очередь характеризуется ответственностью за свой выбор, да, за свои решения, ответственность. И этот выбор должен удовлетворять личным интересам и общественным потребностям, то есть соблюсти, так скажем, государственный заказ на ту или иную профессию. И главное понимать, что эта профессия моя, та, которую я выбираю. У нас вот в профориентационной деятельности, мне кажется, за последние 20 лет вообще ничего не меняется, и она остается хаотичной, ситуативной. Выбор профессии обусловлен вообще рядом случайных факторов, но менее всего он обусловлен профориентационной деятельностью. Вы меня можете, конечно, поправить, и опять же хочу сказать, что это мое личное мнение. Ну вот данная цель сформулирована в федеральных рекомендациях. Ну и проблематика профориентация сложная многогранная проблема, конечно же, она является значимой в государственном масштабе. Вот, она социальная по своему содержанию, то есть именно от профориентационной деятельности будет зависеть, как будут наполняться те или иные виды профессиональных групп и кто в них будет прийти. Но вот на самом большом, в самом простом разрезе здесь можно привести такой пример. Какие выпускники придут в сферу образования? Вот сейчас приходят новые молодые кадры в сферу образования, и мы можем предположить, да, кто они такие, чем они отличаются, соответствуют ли они требованиям, предъявляемым к личности педагога, и в какой мере они ей соответствуют. Кто придет в сферу здравоохранения, да? Кто придет в сферу энергетики. То есть это такая проблема-то не частная. Мы, когда профориентацией занимаемся, мы чаще всего видим личность, да, человека, как она значима для него, это профессиональная деятельность. Государство видит это немножко по-другому, да, кто придет в ту или иную отрасль. Вот вы головой киваете, и мы понимаем, да, что
здесь у нас очень большие опасения возникают на этот счет. А если мы потянем клубок и будем разбираться, почему этой глубины нет? Ну, есть такая посылка, Да. если слово «круто» как следует исключили, и вообще надо брать не профессию, надо брать область применения. Например, ты пошел преподавать на английском языке. Ты где потом можешь себя применить? Вот. В школе. Вот это надо акцент делать. Вот это вот к той проблеме, о которой мы говорили. Мы не знаем, где мы можем работать. Что мы Менеджером, тоже знаем. учителем Мы иностранного знаем, языка. что надо Да. может только туда. То есть я приехала в город, я могу себя реализовать со своим дипломом. Я говорю детям так. Вы поступили вот в какой-то институт. У вас там есть перечень разных дисциплин. Вы можете по любой дисциплине себя реализовать. Например, если вы закончили институт технологии и дизайна. Но этим был хороший специалитет. То есть здесь очень широкий круг, да, давал институт или университет, и ты мог себя найти в... Ну, не обязательно. И сейчас можно. Главное То есть учиться. каждая дисциплина, которая преподается, ее можно как за основную часть своей деятельности Вот. преподавать. А это уже профессиональная ориентация вуза. Ну, Да? детям говорить, чтобы они знали. То есть они поступили на педагога, они не будут работать только в школе, они могут быть и переводчиком, они могут быть и экскурсоводом, они могут развивать частную школу, или врач может работать где-то в каких-то санаториях. Вот. Вы уже про форму, про методы и про содержание. Спасибо. Это главное. Да. Экономическое по результатам. Почему проблема профориентации экономическая? Потому что это способ зарабатывания денег, да, средств к существованию ребенка, ну, будущего гражданина, вернее, настоящего гражданина страны. И также с точки зрения государства очень важно, да, какие отрасли будут пополняться специалистами. Ну и педагогическая по методам. Здесь очень важно то, о чем вы говорите. Выбор методов, да, профориентационной работы. Еще что нам предлагает рынок труда. Да, учет запросов. Итак, какие основные принципы профориентационной деятельности мы можем выявить? Раннюю профориентацию. Чем раньше мы начнем этим заниматься, тем лучше. Конечно, можно начинать с детского сада. Я вот вижу, что я уже опаздываю, но вы меня извините, я, значит, доведу свое дело до конца. Ранняя профориентация. Дошкольные учреждения участвуют в этом процессе? Да. В настоящее время участвуют, да, на своем уровне. Первые знакомства с миром профессий происходят именно здесь. Продолжительность и непрерывность, то, о чем мы говорим. Одной беседы, одной лекции, информирования в 9 или в 11 классе недостаточно. На протяжении, ну, хорошо бы, да, всего получения образования. Если нет, да, то в основном общем образовании 5 по 9 класс эта работа должна проводиться. Со следующего года, если вот в этом году профессиональная ориентация, есть такие уроки, предметы, да, вот первую четверть велась, то на следующий год это программу с ФГОС уже убирают, понимаете? Уже не будет этого. То есть даже если ты на уроках смог как-то сориентировать... Кто у вас это убирает? Кто убирает? По ФГОС на следующий год у нас программы это убирают. Из стандарта основного общего образования профориентационная деятельность как направление воспитательной работы никто не уберет. Деятельность, а уроки я имею в виду. Элективные курсы. Элективные курсы вы вводите за счет вот этой вот 30% части. Да? Это не в базовом учебном плане. Учебное самообразование, сама школа. Конечно, это вы сами решаете, вводите в этот курс или не вводите. Есть у вас часы в вашем учебном плане. Если они у вас есть, школа нашла эту возможность, это очень хорошо. Но, как правило, школы этой возможности не находят. Поэтому вся профориентационная деятельность либо в внеурочной деятельности, да, в рамках. Я вам про это и говорю, что не надо убирать вот эти уроки. А это никто не решит, потому что это ваше решение. Потому что в базовом учебном плане такого предмета нет. Поэтому его не могут ни убрать, ни добавить. Так, ага. В рамках урока технологий там есть целый раздел, посвященный этому. А вот с этим, да, связано? Ну, возможно. Дальше. Практикоориентированность. Мы дальше тоже будем говорить о методах профориентационной деятельности. Мы можем заметить, что чаще всего наша профориентация, она
такая теоретическая. Да? Очень мало мы приглашаем специалистов, очень мало мы выходим куда-то на предприятия. И вчера буквально с коллегами уже разговаривали о том, что это сложно. Да? Организовать выход целого класса на предприятие, это задача не из простых. Во-первых, предприятия не все готовы принимать в таком количестве к себе посетителей. Во-вторых, есть предприятия с режимными моментами, то есть не в каждое предприятие ты попадешь. И здесь, я подчеркиваю, должна быть работа выстроена. Не только школа должна заключаться к этим предприятиям и в эти организации. Это должна быть помощь также учредителя. Муниципальные образования должны помогать школе в этой работе. Потому что одно дело, когда директор школы, когда педагог стучится в эти двери, другое дело, когда на уровне муниципалитета действует это, пусть не программа, но проект или разовая деятельность. Прогнозоориентированность, также принцип профессиональной ориентации. Что это означает? Ориентация на всевозможные мониторинги, исследования и прогнозы. Какие профессии наиболее востребованы в том или ином регионе, в муниципалитете, в республике, в городе и так далее. Многоуровневое социальное партнерство, то есть необходимо привлекать, не замыкаться на себе, видеть, какие организации мы можем к этому привлекать. Я уже сказала о том, что федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют требования к профориентационной деятельности. Эта деятельность там заявлена, и она должна быть осуществлена. Портрет выпускника, почему здесь возникает, мы знаем, что стандарты предъявляют 3 вида требований к личности, к выпускнику, требований к результатам, прошу прощения. Результаты, вернее, 3 вида требований к процессу. Это, во-первых, требования к результатам освоения программ основного общеобразования, требования к структуре программ основного общеобразования и требования к условиям реализации этих программ. И все это должно работать на выпускника, на формирование определенных качеств у нашего выпускника. Помним все, 3 вида результатов, 3 группы результатов, над которыми мы все вместе с вами в общем образовании работаем. Это предметные, метапредметные, личностные. И профориентационная деятельность, она затрагивает все 3 вида этих результатов. Выпускник должен обладать определенными знаниями по предметам, для того, чтобы получать профессиональное далее образование. Он должен обладать определенными качествами личности, и он должен обладать рядом универсальных учебных действий, которые помогают ему в этом обучении. Кстати, хочу сказать, что ныне высшие учреждения среднего профобразования и высшего профобразования говорят нам как один о недостаточно высоком уровне этого самого общего образования. Здесь тоже надо поразбираться, почему. Так много всего навалили, 20 предметов в 8 классе, 20. И глубины нет. Они поверхностно знают все. Что ли, когда участвуют в интеллектуальном корпусе, все знают, я тоже не знаю, что не знаю. А глубины нет. Объяснить не могут решить. Вот, это вы формулируете, уже вот эти проблемы. Уже вы понимаете, в чем дело. Поэтому, я думаю, у нас давным-давно не было площадки для такого профессионального разговора между основным общим образованием и профессиональным общим образованием, профессиональным образованием, прошу прощения, для того, чтобы мы друг друга слышали, и понимали. Потому что сейчас Владислав Петрович не даст соврать, руководитель регионального центра квалификации, вы меня простите, вы скажете, как правильно и в программах это есть, он скажет о том, что работодатели ныне все как один говорят о том, что качество выпускников профессиональных образовательных организаций уже теперь,
оно невысокое, оставляет желать лучшего. И предстоит решить ряд задач, во-первых, понять, почему и устранить эти причины. Ну вот видите, да, то есть, во-первых, работодатели получают не тех профессионалов, на которых рассчитывают, не по тем специальностям, а мы в нашей профориентационной работе должны использовать вот этот принцип прогнозности, да, то есть кто нужен работодателю, какой. Вернуть лексикон слова труд. Труд. Сейчас вот родной язык ввели, это вот, а значение слова и так далее. Все, и с этого начать. Что такое труд? Вот видите, вы понимаете, да, уже для себя сформулировали эту задачу. Это хорошо. Значит, 3 уровня задач также нам нужно решать. Вот то, о чем вы говорите, да, труд, не только знание о труде, хотя это тоже важно, вот этот когнитивный, так называемый знаниевый уровень, значит, да, знаниевый уровень владения тем или иным предметом, приобретение знаний во взаимодействии с педагогом, применительно к профориентации, это значит знания о профессиях, мотивационно-ценностный – это получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к тому, что он узнал, да, что труд, что такое труд, профессия, что труд и профессия – это очень важно для меня, да, это мотивационно-ценностная задача, и что деятельность на практический уровень, я знаю, как это делается, то есть я попробовала это на практике. Вот эти 3 уровня, скажем так, глубины профориентационной деятельности тоже очень важны. Ну и нам в федеральных рекомендациях по профориентации сформулированы следующие задачи профориентации в системе образовательных организаций. Дошкольное образование, формирование первичного представления о мире профессий. Здесь все понятно. Здесь, как скажем, справляются, да, дошкольные образовательные организации со своей задачей. Начальное общеобразование. Здесь очень важно выработать ценностно-мотивационные основы саморазвития и самоопределения. Вот если мы начнем профориентацией заниматься с подростками, вот с нуля, здесь очень велик риск того, что мы можем не достучаться до подростка, потому что подростковый возраст не самый лучший возраст для того, чтобы какие-то, чтобы что-то навязывать. Да? Здесь у ребенка мировоззрение формируется очень активно, и педагог отступает немножечко на второй план. Да? Если мы в начальной школе не начнем говорить о том, что труд – это важно, профессия – это то, что вас определит, а кем бы ты хотел стать, а кем бы ты себя видел, и профессий большое количество, то если мы этот разговор заведем в где-нибудь 8-9 классе, то будет уже поздновато. То есть здесь закладывается именно ценностная основа труда. Мама работает, папа работает, все работают. Если не будет работы, не будет и средств к существованию. Это начальная школа. Вот на таково общее содержание, общий смысл. Основное общее образование 5-7 класс выделяют, да, делят по уровню возрастному, да, развития. Формирование готовности к саморазвитию, самоопределению, формирование успешного опыта выполнения различных видов работ. Вот здесь 5-классники, 6-классники, 7-классники большей частью, да, это наш контингент волонтерской деятельности. Это большей частью представители ученического самоуправления. Это вот здесь самые активные ребята могут проявлять себя в различных видах социальной активности, и это очень хороший сензитивный период. И здесь как можно больше видов деятельности, социальной активности, если применяется, да, позволяет, если мы позволяем, создаем условия попробовать себя в разных видах деятельности, вот та есть самая профориентационная работа. Организовал конкурс, сам провел его, да, это вид деятельности какой? Организаторский. Концерт организовал, да, опять же, провел квест для своих значит, одноклассников, да, или для параллели. В волонтерстве участвуешь, да,
конференции участвуешь, то есть на наиболее максимально разнообразные виды социальной активности, когда ребенок осваивает, он получает различный опыт, да, который как раз-таки и будет давать ему то самое знание о том, что я могу, о том, что мне нравится, о том, что у меня получается. Это вот 5 и 7 классы. 8 и 9 классы уже более серьезный подход к именно информированию в плане профессий, в плане выстраивания личной профессиональной перспективы. И здесь уже можно задавать вопросы. Ты какую профессию для себя присматриваешь, где ты себя видишь, знаешь ли ты, где работают, на каких предприятиях работают представители данных профессий, которые тебе нравятся. То есть здесь уже выстраивание такого дерева задач. Вот спросите любого 9-классника или 8-классника, сколько денег ты хочешь получать? Они вам ответят, сколько они хотят денег получать. Хорошо, когда мы спросим, а как ты будешь их зарабатывать, кем ты будешь работать, чтобы их получать? Скажут они? Хакером. Ну, кто-то скажет хакером, да? Еще что скажут? Альфонсы. Но это не профессия, этому учиться не надо. Просто сейчас по телевизору как не включишь, вчера две программы было посвящено. Ну что с средством массовой информации зло, и надо телевизор просто выключить, это уже всем известно, да? Жаль, что мы не можем у всех наших учеников телевизор выключить. Вот это самое простое дерево задач, когда мы идем от большого к простому. Сколько я хочу зарабатывать? Как я буду их зарабатывать? Кем я буду работать? Да, предположительно. Чтобы я работала этим человеком, какое образование я могу получить? Чтобы я получила это образование, какие предметы мне необходимы? Да? Это, конечно, как бы идеальная картина. Тем не менее, вот такие разговоры и вот такая работа планомерная должна вестись уже вот в 8 классе. Среднее и полное общее образование. Здесь уже понятно. Формирование, уточнение правильного выбора, значит, формирование своего профессионального маршрута. Здесь уже хорошо бы, когда ребенок знает, куда он пойдет учиться и целенаправленно готовится именно вот к поступлению в данное учреждение. Но опять же говорю, это идеальная картина, потому что сложно, да, это очень сложный выбор. И опять же, наши желания не могут не всегда подкрепляться возможностями, опять же, родителей, да, к получению того или иного образования. То есть нам нужно смотреть еще на реалии существующие. Реально где и какое образование ты можешь получить в каком учебном заведении. Дальше. Дополнительное образование детей также должно работать на тему, на мельницу, лить воду на мельницу профориентационной деятельности и все те предпрофессиональные программы, например, в музыкальных школах, да, в детско-юношеских спортивных школах, а также деятельность в рамках общеразвивающих дополнительных программ, она также должна давать информацию ребенку о том, что он может, какие сферы для него предпочтительны и так далее. То есть, в первую очередь информация о своих профпредпочтениях и способностях. Ну и понятно, среднее профобразование также должно заниматься профориентационной деятельностью. Здесь уже подбор непосредственно рабочей профессии, да, рабочего места должен осуществляться. И высшее образование также. Да, и я бы сказала, не знаю, согласитесь ли вы со мной опять, но я думаю, что учреждения СПО, они справляются с профориентационной деятельностью ныне лучше, чем учреждения высшего образования. Потому что я не согласна. Ко мне на первый пришло 5 человек с высшего образования. Это от вас зависит. Куда пришло? К нам в школу. В школу пришло. Да. Это хорошо. Вот была ярмарка, познакомилась там со всеми, и, пожалуйста, начните. Хорошо. В вашей школе созданы какие-то условия для молодых специалистов? Созданы. Вот. Я думаю, что это важно. Не во всех школах созданы условия для молодых специалистов.
Вот. И опять же говорю, веду в режиме диалога с вами беседу, поэтому это вопрос на размышление. Но могу предположить, что так как высшее образование все-таки более направлено на усвоение теоретического, да, материала, практика как таковая занимает там меньший объем времени, да, и значимости, поэтому с профориентацией в высшем образовании здесь тоже очень важно работать, чтобы выпускник понимал, где он может себя применить. Хотя вот вы говорите совершенно верно, что этот разговор надо завести уже бы в школе, да, что с этой специальностью можно пойти работать и сюда, и сюда, и сюда. И что хотела сказать, ладно. Ну и дополнительно профессиональное образование также в профориентационной деятельности уже взрослых, уже получивших образование, играет очень важную роль для того, чтобы человек мог себя попробовать в других сферах труда. И получение той или иной специальности – это не предел, да, возможностей, а можно, как вот мы сейчас говорим, обучение на протяжении всей жизни и, возможно, изменять свою профессиональную траекторию. Ну вот они, классические формы профориентационной деятельности. Вот вы мне расскажите, диагностика. Каким образом осуществляется? В каких классах? Ну, можно. А в каких осуществляется? С 5 класса. Скажите, пожалуйста, кто осуществляет эту профдиагностику в ваших школах? Педагог-психолог у кого есть? Классный руководитель. Скажите, пожалуйста, это постоянные процессы? То есть в программе воспитания описан, предусмотрен программа выбора. Эта программа существует отдельно от вашей программы воспитания и социализации. Почему? Она как входит, она отдельно, да, программа выбора. Вообще, как бы, секрет, да, может быть, открою, не секрет. Вообще, значит, любая воспитательная деятельность, она должна осуществляться в рамках программы воспитания и социализации. Так оно и есть. Единственное, вы можете выделять, конечно, ее в отдельную подпрограмму своей программы воспитания и социализации, но она должна осуществляться в рамках основной образовательной программы вашей школы. И хорошо бы, если этот принцип непрерывности, да, и ранней профориентации соблюден. То есть, начиная уже с начальной школы, мы проводим какие-то диагностику для определения не намерений, а склонностей. И к 9 классу мы приходим уже к специализированным методикам профориентационным. Профинформирование. Самое, опять же, простое, о чем мы говорили, мы используем какие виды? Традиционные стенды, сайты, классные часы, онлайн-уроки вы применяете. Так, а ГИСЭО как используете? Как? Отправляешь своим... Ага, через ГИСЭО информацию распространяем, и она доходит до адресата. Да? Как они уж там ее используют, это их как бы дело. Да? Приглашение специалистов. Вот. Следующее. Морально-эмоциональная поддержка подростков при самоопределении. Каким образом она осуществляется? И осуществляется ли? В первую очередь, конечно, здесь бремя ложится на классного руководителя и на психолога, если таковой в организации имеется. 1200 человек в школе, какой психолог? Ну, я говорю, в каких-то школах есть психолог. А в большинстве школ наших, конечно, психолог, так же как педагог-организатор, уже вымирающая профессия. Далее. Коррекция личностного развития подростков. Нет, надо 2 психолога вводить. Почему? А потому что далеко не в каждой школе есть психолог. Но это хорошо, видимо, да, все-таки стимуляция происходит. Но если мы возьмем, я сейчас вам не скажу количество, да, но далеко не в каждой школе есть психолог. Потому что приравняли зарплату психолога к зарплате уборщицы.
И все, и всего лишь. Здесь, знаете, проблема не такая однозначная, на самом деле. Вот я ее здесь сильно рассматривать не берусь. Почему? Потому что одно дело, когда выделены штатные единицы, и другое дело, как эти штатные единицы в школе заполняются, чем. Да? Это совсем другой вопрос. Я в этом сейчас говорить не готова. Дело в том, что сейчас на уровне муниципалитета, если бы даже в каждой школе хотел руководитель, не хотел, все вот эти мониторинги, психолого-педагогическое сопровождение, оно идет по одной программе на уровне муниципалитета. Вот сидят же здесь психологи, скажут. И поэтому все же вот то, о чем вы говорите, оно уже все запланировано. И как вот вы говорили, учредители. Ну как неправда? В каждом муниципалитете на самом деле очень по-разному. Я педагог психолог в школе. Вы в какой школе педагогической? Мы говорим про наш муниципалитет. Но здесь я вам спрошу прощения, но республиканский семинар, поэтому здесь представители разных муниципалитетов. И я хочу сказать, что в муниципалитетах очень разная ситуация. На самом деле, в каждом муниципалитете своя особая атмосфера, я бы так сказала. Сейчас на данный момент в школах не хватает психологов. Это о чем-то говорит. Нагрузка ложится большая на психологов. Один психолог на 1600 детей. Ну, хорошо, что он есть. Нет, это реально вообще 1600 детей и один психолог. Саму диагностику даже провести. Но здесь Без специалист зарплаты. этот вопрос не может решить. Конечно, мы это вопрос, я не к тому, Мы что мы сейчас сейчас решим говорим этот о том, вопрос. что почему нет психологов. Мы обозначаем проблемы. И, конечно, профориентационная деятельность без психолога, она затрудняется. Это совершенно верно. И проблема эта существует. И мы объективно знаем, да, что не в каждой, далеко не в каждой, даже крупной школе под 500 человек есть психолог. Это правда. Особенно проблема в сельских, да, муниципалитетах у нас существует. А там вообще они говорят, у нас такой ставки нет, и вообще нам не нужен психолог. Есть и такая проблема. Поэтому моральная и эмоциональная поддержка подростков при самоопределении профессиональном, она осуществляется в первую очередь педагогами, классным руководителем, ну и психологом, если есть. Оказание помощи в предпрофессиональной деятельности. Что это значит? Скажите, пожалуйста, в каждой школе организуется, ну, вернее, даже не в школе здесь, да, более это муниципалитету вопрос, организуются летние трудовые бригады. Да? Вот. Это как вид такой предпрофессиональной деятельности, социальная проба, если хотите, да, первичный опыт профессиональной деятельности. И хорошо, чтобы каждый выпуск старшеклассник проходил через данный вид деятельности. И, конечно же, школы должны участвовать. Ну и участвуют. Мы говорим о классических направлениях профориентации, поэтому школы здесь активность проявляют. Раньше ведь был даже у нас центр профессиональных Был республиканский центр. Да, он был на Пушкина. Здесь сейчас у нас психолого-педагогический. Да, И там, кстати, он занимался вот как раз и профессиональным определением, и ярмарки там были. Да, конечно, востребованность этого центра велика в настоящее время, и существует потребность возобновления вот именно того опыта, который существовал, да, в рамках этого республиканского центра. Ну и совместное планирование с подростком образовательных перспектив. Это чаще всего происходит в рамках классных часов, еще в рамках чего? Выходы на предприятия, экскурсии, встречи с интересными, да, представителями профессий и так далее. Ну вот, каковы стратегии нынче профориентационной деятельности? Мы ни в коей мере не отказываемся от вот этих вот классических стандартных, да, форм профориентационной деятельности и не призываем к тому, чтобы сейчас полностью перейти на новые рельсы, но мы должны понимать одно, что будущее в профориентации за консолидацией усилий муниципалитета, работодателя, образовательной организации. И
опираясь на прогноз потребностей рынка труда по профессиям, которые, опять же, да, могут выполнять такие структуры, как Институт развития образования, как всевозможные исследовательские центры в других регионах, как данные Министерства образования Республики Коми, необходимо опираться в профориентационной деятельности именно на прогнозы рынка труда по профессиям, а также в настоящее время в рамках приоритетного проекта вы видите подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров. Планируется, по крайней мере, да, обеспечение современной учебно-методической базой системы профессионального образования и также доступ обучающихся и преподавателей к высокотехнологичному оборудованию. По крайней мере, такие задачи в этом проекте заявлены. И вот эта консолидация основного общеобразования, среднего профобразования и высшего профобразования должна выстраиваться, да, вот эта работа. В настоящее время такой новый подход нам предлагают и стратегию организации профориентации, такое как совместная деятельность. Вот видите, здесь появляется муниципалитет, как посредник между школой, между профобразованием и между работодателем. И одним из мер, которые предлагается ныне рассматривать как приоритетные, это открытие профильных классов. Мы знаем, что этот опыт у нас в республике есть, опыт неплохой, но профилизация, да, все-таки профильные классы требуют очень серьезного подхода. Это дело непростое, да, оно требует как раз-таки лицензирования программ обучения. И несмотря на то, что нормативная база есть, да, статья 73 закона об образовании нам дает возможность, да, профессиональное обучение осуществлять в рамках совместно параллельно, да, с основным образованием. Здесь дело обстоит так, да, нужны кадры, в первую очередь, нужны программы, нужны ресурсы, материально-технические и не только. Поэтому я думаю, что эта работа будет вестись. Ну, какова ныне система среднего профессионального образования в Республике Коми, я напомню буквально вот в одной минуте. Да, всего 31 профессиональная образовательная организация в Республике Коми есть. Выбор достаточно большой. 3 вуза организации высшего образования и 4 филиала в республике нашей функционируют. Поэтому вот здесь представлен, это опять же из мониторинга, который коллеги будут представлять, основная структура приема на 2018 год. Вот такими цифрами представлена, да, это контрольные цифры приема по обобщенным группам специальностей в республике, опять же хочу сказать, да, чтобы мы опирались на прогноз. Наземный транспорт, машиностроение, сервис, туризм более, да, в первой тройке лидеров. И здесь контрольные цифры приема, правда, это уже этот год, который уже набран, на конкретные специальности представлены. Вот мы видим, интересно, да, что повар-кондитер здесь представлен наиболее большим количеством тех же самых бюджетных мест. Технология парикмахерского искусства, поварское кондитерское дело, да, это вот лидеры. Системное администрирование. Вообще, надо сказать, как бы информатика и компьютерные науки это профессии будущего, скажем так, да, и они будут востребованы. Ну, каков алгоритм организации профориентационной работы в настоящее время предлагается? Значит, образовательная организация должна, как я уже говорила, работать в тесной связке с управлением образования, с объединениями работодателей, так какие имеются, и с конкретными работодателями, а также при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики. То есть, когда мы планируем нашу профориентационную работу, планируем подключение к этой деятельности конкретных работодателей, мы можем делать это совместно с нашими учредителями. И эта работа будет выстраиваться более эффективно. Ага.
Да. Почему центр занятости не фигурирует? Они тоже должны... Да, центр занятости, вот в тех документах, о которых я говорила, да, там как раз-таки рассматривается о том, что профориентацией занимается центр занятости. Но по сути дела, центр занятости нынче более работает уже, да, с взрослым контингентом, нежели... С нами они тоже. На экскурсии Хорошо. в регионах там основную часть работы возлагается в центре занятости. Ну, есть такой действительно опыт. Вот, скажите, пожалуйста, в Сыктывкаре вы представители, да, говорят, что здесь тесное сотрудничество. Мы все мероприятия проводим совместно с центром занятости. И семинары с образовательными организациями среднего профессионального. Да, дело в том, что вы И активно функционал... используем мобильный центр их со всеми методиками. И они щедро делятся всем. В настоящее время, да, в центрах занятости появились отдельные специалисты, которые выполняют именно эту деятельность. Но это, опять же, Сыктывкарский центр занятости. На программе новые технологии, инструменты. Я, например, в своей работе пользуюсь то, что нам дают центр занятости. Мало того, что у них еще и база есть. Но опять же, я знаю, что в муниципалитетах не везде такая хорошая, да, ну, взаимосвязь с центрами занятости. Поэтому Сыктывкару в этом плане хорошо, да, что нельзя сказать о других муниципалитетах. Поэтому, опять же, повторяю, да, что большая часть профориентационной нагрузки ложится именно на организацию, на школу. Ну и вот предложение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по привлечению работодателей к систематической работе с обучающимися, они, конечно, достаточно общие. То есть это такой посыл к работодателю, чтобы он более активно включался в эту раннюю профориентацию, потому что, как правило, работодатель в первую очередь обращает свое внимание на кого? На организации профобразования. А при том, что профориентация, истинная профориентация начинается в системе общего образования. Именно поэтому Торгово-промышленная палата Республики Коми на одном из своих собраний, заседаний рекомендует работодателям более активно включаться в профориентационную работу именно в системе общего образования. Я зачитывать не буду, да, эти положения в презентации они будут выложены. И что я хочу сказать в завершении, что Институт развития образования готов к этой работе также подключаться. И вы видите наименование программ, по которым в настоящее время можно пройти обучение, в том числе и в дистанционной форме. Кроме того, я хочу вам сориентировать, да, на те рекомендации по профориентации в системе общего образования, которые размещены на сайте Министерства образования Республики Коми и Коми Республиканского института развития образования. Они для помощи, да, это методические рекомендации, на мой взгляд, достаточно простые, действенные и применимые в вашей деятельности. Спасибо вам большое. Приглашаем вас к сотрудничеству и готова буду ответить на ваши вопросы. Да. Обучение бесплатное это там предлагается? Дело в том, что как там реализуется? обучение, вот если вы хотите курсы повышения квалификации пройти, то у института нет такого государственного задания. То есть обучение осуществляется на бюджетной основе, да, в том числе и дистанционное, в том числе и очное. Оно осуществляется на внебюджетной основе. Если вы желаете пройти повышение квалификации без семинара, да, и такая форма у нас существует, то есть выезд, например, в муниципалитет для проведения методического семинара по заявке от муниципалитета, да, такая тоже возможна. Да? Там название курса. Классного руководителя. Организация содержания профессиональной работы классного руководителя. Да, есть такая программа. Это курсы повышения квалификации, 18-часовой модуль на внебюджетной основе. Пишите заявку, заявление и проходите обучение. Онлайн, не онлайн. Это будет называться, будет набрана минимальная группа там, от 5 человек, и вы пройдете обучение в дистанционной форме. Может быть, там какое-то время понадобится, да, для того, чтобы эту группу набрать, но обучение можно будет пройти дистанционно.
Все, я вас благодарю. Вот вы говорите, мы работаем всего час, будем работать немножко больше. Должен быть диалог какой-то, а то так можно. Да, а Хорошо. то, как бы, Мы же пришли пообщаться, сейчас вообще Очень общаемся. хорошо. Так, коллеги, я предлагаю без перерыва предложить слово, дать слово следующему выступающему, а перерыв сделаем как вы хотели, да, немножко задержимся. Значит, я представляю Марию Владимировну Силякину. Да, Надежда Владимировна когда выступили, да, что мы будем ждать? Нет, сейчас Мария Владимировна Сейчас слушаем. я Да-да-да. мы выслушаем, а мы просто Надежда Владимировна есть. Выходите. Мы сейчас решим с Надеждой Владимировной. Да? Да. Но видите, у нас еще и Виктор Николаевич. Добрый день. Итак, я хочу представить вашему вниманию анализ профессиональных намерений главных выпускников 9-11 классов. Нашим институтом было проведено исследование в период с 1 февраля 2018 года по 6 марта. Мария Владимировна, простите. Не слышно, да, меня? Так, слышно, да? Хорошо. Анкетирование проводилось с помощью Google формы. Это анкета для изучения профессиональных намерений учащихся 9-11 классов. Как ежегодно в анкетировании приняли все районы нашей с вами республики. Единственное, что практически не представили данные в данном исследовании, это Григородские и Прилузские районы. Планируемый выпуск в 17-18 учебном году был около 14 тысяч человек, но в исследовании приняли участие 8,5 тысяч человек. Это, в принципе, 60%, поэтому мы можем говорить, что выборка состоялась, исследование было проведено. Из них 5,5 выпускников это 9 классов и 2900 выпускников 11 классов. Что говорить о профессиональном выборе выпускников, то распределение обучающихся 9-11 классов по каналам получения профессионального образования выглядит следующим образом. Вот у нас слайды представлены. И тенденциями года можно считать, что в 2018 году практически одинаковое количество выпускников 9 классов планируют продолжить обучение в 10 классе и пойти учиться в организации среднего профессионального образования. Большинство выпускников 11-классников планируют продолжить обучение в образовательных организациях высшего образования, однако некоторые продолжают обучение и в среднем профессиональном образовании, но происходит тенденция к снижению желающих поступать в вуз. Выросло также число учащихся, не определившихся с дальнейшими планами. Не определились среди 9-классников 8% и среди 11-классников 5% учащихся. Это очень, наверное, большой такой процент. И именно на это нужно нам обратить внимание при проведении профориентационной работы. Профессиональные предпочтения обучающихся 9 классов также представлены. Мы видим, что первое место занимает здравоохранение и информационные системы. В целом распределение профессиональных предпочтений 9-классников подтвердило тенденции прошлого года. Так же, как и в прошлом году, в непопулярные попали профессиональные сферы, представители которых являются востребованными на рынке труда. Лесное хозяйство является важной отраслью экономики Республики Коми. Однако получить профессию, связанную с этой отраслью, желают лишь 46 выпускников 9 классов. Связать свое будущее с сельским хозяйством планируют всего 32 человека. В том числе менее востребованных сфер профессиональной деятельности, таких как торговля, связь, финансы, работники жилищно-коммунальной сферы. В то время как на рынке труда специалисты указанных сфер профессиональной деятельности имеют устойчивый спрос. Таким образом, исследования показывают, что профессиональные намерения выпускников общеобразовательных организаций свидетельствуют о том, что опрошенные школьники не учитывают особенности регионального рынка труда, потребности работодателей в квалифицированных рабочих кадрах, в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство и лесное хозяйство.
Профессиональные предпочтения 11 классов также представлены, и первенство сохраняет уже не первый год такой вид экономической деятельности, как здравоохранение и юриспруденция. Вновь на лидирующей позиции они находятся, да, при этом существует проблема перепроизводства кадров в этой отрасли, и, соответственно, возникают сложности трудоустройства представителей этого вида экономической деятельности. Снижение позиции экономики и финансов, ну, скорее всего, это результат целенаправленной профориентационной работы, проводимой на разных уровнях в связи с перенасыщением рынка труда специалистов. Государственное управление в последние годы уверенно занимает лидирующие позиции. Молодых людей привлекает статус государственного служащего. Ну, возможно, за этим стоит желание гарантированного благополучия и получения каких-то определенных льгот. Сфера предпринимательства и бизнес, наоборот, снижает свои позиции. Желающих открыть свое дело все меньше. С одной стороны, это понятно в условиях экономической нестабильности, но с другой стороны, именно в таких условиях предпринимательство дает возможность создать себе рабочее место и обеспечить достойную карьеру и желаемый образ жизни. Да? Сфера образования уже несколько последних лет удерживается в первой десятке предпочтений, хотя проблема воспроизводства педагогических кадров остается довольно острой. Что касается мотивационных составляющих профессионального самоопределения, то вот мы видим на слайде, что 37,5% не уверены, какая специальность им больше подходит, и 26,5% интересует несколько профессий. Остальные же респонденты ответили, что выбор профессии будет зависеть от оценок в аттестате. Они знают плохо свои способности, мало знают о профессиях и не знают, как выбрать профессию. Это касается 9-классников. Что касается 11-классников, то основные причины неопределения с выбором профессии – это также незнание, какая специальность подходит, и интерес сразу к нескольким профессиям мешает сделать выбор. А также многие учитывают результаты оценок и ЕГЭ. Все эти причины, ну, вот они как раз должны стать, наверное, основными задачами, да, проведения профориентационной работы в школе. Мотивы выбора направления профессиональной подготовки у выпускников. Ну, вот на сайте представлены. К тенденциям года относятся. Основными мотивами при выборе сферы деятельности это интересное содержание работы и высокая заработная плата и престиж профессии. Выпускники 11 классов больше, чем 9-классники, задумываются о востребованности на рынке труда. По-прежнему незначимым является мотив возможность работать в родном городе или селе. Подавляющее большинство респондентов отметили, что состоявшийся выбор – это их личный выбор. А так ответили 68% учащихся, и 11% говорят о том, что им помогают родители в выборе профессии дальнейшей. Большинство неопределившихся отметили, что испытывают трудности построения личного профессионального плана, но при этом не нуждаются в помощи психологов и профконсультантов. Форма профориентационной работы, да, в общеобразовательных организациях. Вот использование форм профориентационной работы выглядит следующим образом. И самыми распространенными являются как для 9, так и для 11 классов. На первом месте это тестирование и анкетирование. На втором месте это информирование о правилах приема в учебные заведения. На третьем месте информирование о профессиях и ситуации на рынке труда. Да, все эти популярные формы работы, они направлены на формирование только одного вида готовности, это к выбору профессии, информационного. Этого, к сожалению, недостаточно. И многие учащиеся отмечают, что они бы с большим удовольствием приняли участие в других формах работы, которые позволяют что-то делать своими руками, в режиме реального времени, выполнить ту или иную трудовую операцию, наглядно демонстрирующую процесс и результат деятельности. При этом вопрос, нуждаетесь ли вы в индивидуальных профконсультациях, утвердительно ответили 31% респондентов.
30% респондентов отметили, что им интересна групповая профориентационная работа. Это тренинги, консультации, другие формы. Да? То есть индивидуальная и профориентационная работа весьма востребована у выпускников. Как уже говорили, вот самые распространенные каналы получения информации о профессии. На первом месте выступает интернет, справочник для выступающих, да, это 52%. Далее ярмарка профессий, вакансий 19%. И беседы с профессионалами, экскурсии в учебное заведение. Школьный стенд профориентации на сегодняшний день не очень пользуется популярностью. Вот очень хотелось затронуть проблему распределения обучающихся по образовательным организациям профессионального образования. Вот на слайде представлено распределение 9 классов. И вот мы видим о том, что половина, чуть меньше половины учащихся хотят остаться в республике Коми. Да? Остальные же предпочитают перебраться в другие города. Это в основном другие города Российской Федерации, а также Санкт-Петербург. Чуть меньше это Москва и за пределами Российской Федерации. Да? Ну, здесь можно рассказать, что выезд молодежи в другие регионы сопровожден отсутствием мотивации остаться дома с семьей, родителями, развиваться и повышать свой профессиональный уровень. Отсутствие перспектив развития экономического региона, мало производств, где можно себя применить, а также незнание, наверное, проблем, с которыми могут столкнуться в других регионах. Что касается распределения обучающихся 11 классов по образовательным организациям профессионального образования, то вузы других городов России пользуются самой большой популярностью, это около 40%. Также вузы Санкт-Петербурга остаются популярными. Вузы Республики Коми занимают 3-е место, только 18% учащихся хотят остаться в республике. Но при этом очень маленькое количество людей, наверное, кто хочет продолжить обучение в среднем профессиональном образовании после 11 класса. Да? Ну, здесь нам нужно вести профориентационную работу в рамках ориентирования учащихся на развитие своего региона, да? Как-то знакомить детей с тем, куда они могут пойти учиться, и в помощь нам может прийти справочник абитуриента 2018, который расположен на портале открытого образования. Сейчас, если интернет работает, да, это портал «Открытое образование Республики Коми». На нем размещен справочник абитуриента 2018, куда пойти учиться. Вот если мы на него зайдем, мы увидим, что там представлено высшее образование и среднее специальное образование. То есть там есть все организации учебные и по каким специальностям они обучают, по каким направлениям, как ведется набор, и всю полезную информацию мы можем узнать именно на этом сайте. Также справочник абитуриента мы можем найти на сайте Коми Республиканского института развития образования. Ну вот сразу скажу, чтобы потом не повторяться, на этом же сайте в разделе «Профориентация» мы можем найти результаты наших мониторингов и исследований, а также федеральных методических рекомендаций по проведению профориентационной деятельности в школе. Ну, вот, может быть, будет в помощь. Что касается рейтинга образовательных организаций высшего образования Республики Коми, то свое первенство сохраняет Сыктывкарский государственный институт имени Петерима Сорокина. Дальше идет Ухтинский государственный технический университет, Коми Республиканская академия государственной службы и управления, и 4-е место занимает Сыктывкарский лесной институт. Рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования, то популярностью пользуется Сыктывкарский медицинский колледж имени Морозова и Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова. Вот, также популярно все-таки Воркутинский политехнический техникум, Воркутинский горно-экономический колледж и Воркутинский педагогический колледж. Вот они делят между собой, можно так сказать, 3-е место. Да?
Так, ну вот что я сказала по поводу рекомендаций в плане того, что вы можете найти полезную информацию на сайте КРО. Ну, мы, наверное, можем вам посоветовать использовать различные формы профориентационной деятельности. Сейчас очень много источников, интернет-источников, где можно найти интересных материалов. Ну, необходимо, да, использовать и проводить профориентационные тренинги, игры, бизнес-игры, развивать сеть различных школьных и межшкольных кружков по профессиональным интересам, привлекать представителей различных предприятий к мероприятиям по профориентации, взаимодействовать с бывшими учениками образовательных учреждений, в частности с теми, кто в настоящий момент сам является работодателем. Привлекать выпускников, успешно трудоустроившихся в качестве консультантов в образовательные учреждения, а также знакомить с профессиональными учебными заведениями разного типа, учреждениями внешкольного воспитания и обучения. Информировать о ситуации на рынке труда, о востребованных профессиях данного региона. Знакомить с миром профессий. И вот в помощь к знакомству с миром профессий нам может помочь атлас новых профессий. Вот сейчас я его открою. Атлас новых профессий – это такой очень мощный проект, история создания которого уходит к 2010 году, который назывался «Форсайт образования 2030». Да? Ну, образование – это очень широкое понятие, и потом они его сузили до форсайт компетенций. В 2014 году была первая публикация атласа новых профессий, где было задействовано лишь 19 отраслей. В 2015 публикация второй версии атласа новых профессий, 25 отраслей уже задействовано. В основе проекта лежит метод форсайт. Да? Ну, что такое форсайт? Это некий такой взгляд в будущее, это социологическое такое исследование, которое заключается на том, что они как бы планируют, формируют о том, какое будет дальнейшее видение нашего будущего. Как может оно выглядеть в той или иной индустрии, как меняется, что нового происходит, да, какие новые рыночные условия. В результате атласа задействовано 25 различных отраслей экономики, 80% российской экономики предприятий. В атласе вы найдете 200 новых профессий, 60 профессий пенсионеров, список крупных работодателей нашей страны и список крупных вузов. Вот что касается сайта атласа, мы выбираем город. Так, выбираем город, например, да? В чем состоит атлас? Во-первых, представители и организаторы указывают вообще, что такое атлас, какие отрасли в нем задействованы и профессии. Они делят на профессии нового поколения, которые только появятся в ближайшем будущем, и профессии пенсионеров. Они объясняют, для чего был создан атлас. Тут есть разделы профориентации, системы образования и развития экономики. Рассказывают историю создания атласа, какие исследования были проведены, да, какие были экспертные оценки и кто вообще создавал этот атлас, и как его можно применить, да, примеры применения вузы и работодатели. Сайт такой очень масштабный, да, и у него есть своя страничка ВКонтакте, не знаю, перейдет или нет. Она периодически наполняется, очень интересно, есть всевозможные, вот мы посмотрим, всевозможные конкурсы проводятся, люди делятся своим опытом по проведению различных уроков по профориентации, предлагают различные комиксы, которые, наверное, можно использовать в деятельности самого урока по профориентации и так далее. Так, вот профессии. Если мы рассмотрим, какие профессии, здесь есть деление на новые профессии и каталог профессий, да, по направлениям. Строительство, медицина, безопасность, авиация и другие. Да. В основе атласа лежит надпрофильные компетенции. Их вот выделяют для того, чтобы, так скажем, помочь быть более лояльными в разных областях.
Они не говорят о том, какие именно специальности и именно знания нам нужны. Они говорят о том, какие умения надпрофессиональные могут нам помочь в становлении данной специальности. Единственное, что атлас очень, наверное, тяжелый. Такие профессии, которые нельзя обучить вот так сразу. У нас сейчас нельзя зайти ни на один сайт института, любого института и найти такую профессию, да, например, дистанционный координатор безопасности. Но есть какие-то смежные профессии, атлас в этом помогает разобраться. Вообще, наверное, стоит сказать, что самому школьнику в этом атласе не разобраться. Поэтому для начала должен учитель по ориентации разобраться, только потом научить детей, как этим пользоваться, что именно можно выбрать. На сайте представлен курс лекций от создателей, где они точно объясняют вообще, как бы создавался этот проект и как его нужно использовать. Они говорят о том, что профориентационную деятельность нужно начинать уже с детского сада. Для того, чтобы работать с атласом, необходимо сформировать индивидуальный образовательный маршрут, который определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащихся, и определить выбор будущей профессии, траектории. Чем раньше мы сформируем, тем лучше. Профессионально-ориентационная работа, по мнению Федоровой, это одна из участников в создании данного проекта, должна начинаться с 6-7 лет, со знакомства с профессиями. Сначала в школе это рассказы о профессиях будущего и о современных технологиях. Ребенок должен четко понимать и знать, что он любит. И для того, чтобы выбрать профессию, они предлагают выбрать 4 специальности. Это должна быть специальность мечты, специальность разумного выбора, то есть по результатам ЕГЭ, на кого мы можем пойти учиться. Да? Специальность, которую выбирают ваши родители. И еще одна интересная специальность, которую вы нашли в результате каких-то выполнения упражнений. На основе уже вот этих 4 специальностей человек должен делать дальнейший свой выбор. Также она выделяет основные формы профориентационной работы. Это профориентационные часы, преподавание предмета, профориентационные игры, квест-игры по станциям, ролевые игры, проведение различных конкурсов и индивидуальное консультирование. Вот. Ну, в принципе, наверное, у меня все. Я думаю, что Татьяна Сергеевна. И так как Наталья Надежда Владимировна подошла, но видите, по времени мы все-таки подошли к перерыву, я предлагаю перерыв сделать. Вот 15 минут перерыв, и затем мы продолжим. Спасибо. А вас ли вы Нет, я на Филиппиксе была, я подумала, я в Олимпиксе отработала.
А вот я же говорю, Да, у нас ярмарка. да, мне же компетенции. Да, мы были на площадке, мы вывели документационное А обеспечение. цены, если Еле поедете набрали, в Москву, да, участники. Еле она, если пока не сказать, она сказала, что что призывать, что мы лучше знаем. Люди сами. У нас троих сейчас если она 14 ноября тестирование провели, как же провели. Нам на самом нет, если она уедет, значит, не будет, допустим, 14, С ней проблемы. 15, С ней проблемы в основном. Нет? И остальные также достигли. Ну как, ведут там нормально, просто что это самое. Им все равно нужно что-то. Определять их надо. Да, их определять надо. Да. Конечно, тяжело. Девочку мы в прошлом году тоже к вам определили. просто можно ли Я же сейчас 21 а муж нет? Ну, допустим, если начать свой день, Ну тогда 21 школа приглашает. ну, дело как бы Детей с инвалидностью. Сейчас тоже много Ну, говорить. вот троих как бы. Троих тестировали. Вести их надо до конца. Просто когда у нас идет профориентация, да, иногда бывает, что забываем детей, которые обучаются не домой. Сейчас такие родители пришли. Они говорят, мы вообще не в теме ничего. У нас у меня есть одна девочка, но ей она в 5 классе еще. Вот одна у нас в прошлом году, в этом году поступила девочка. Вот, тоже мы ее как бы, у нас там заместитель главного населения. Ее определили. я по своей, да, я по своей еще не поменяла, не давала, я чихала. Но это же быстро. Она мне, да, передала. Но это ведь 20 минут, я сказала, программу сделала. Елена Михайловна, я показывала. Там у нас, то есть, как бы, я так думаю, там немного программ. Да, да. Так, а может быть, дать поменьше времени, один день и сразу отправим. Ну, там вот было, подожди, мы выставляли программу Куликовой, я вместе с собой, там делала, ой, у Насти, у них же все делают, практика есть. Но правоведом я сказала, да, я показала ей, как Куликовой мы выставляли. Там у нас один только вопрос. Елена Михайловна говорит, 45 минут или час. Я сказала, что час, потому что в этих программах мы же нигде не пишем 45 минут. Поэтому я и сказала 10 минут часа, допустим, 30 минут практики, 30 минут теории. Да. Да, я так и сказала, что не от 45 минут, да, час. А я приду завтра, я завтра свою программу читаю, поправлю.
Я поняла. Я поняла. Хорошо. Я поняла. В контексте развития республики новые технологии, ну это же сразу. Я говорю, вот, ну хорошо, все знают. А то, что трудно, недельный преступный кетов мы проводим, когда взял бы нашу такую промышленную, помогали, Министерство образования. Я только но мы только параллельно с спецификацией идет как раз потому что сейчас да. Центр занятости должны быть без среднего образования, хотя бы но они ведь в школе не учат, они будут бежать, значит, таким надо взять деньги, давайте все силы, они же они смотрят галочки, зачем? Да, я так не знаю,
Сейчас Ирина Алексеевна, 19 Начнем? Начинаем, да? Меня слышно? Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад. Многие из вас слышали о нашей деятельности, о деятельности базовой профессиональной образовательной организации. Я бы хотела осветить тему профориентации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья детей. В рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 16-20 годы обеспечение безбарьерного доступа инвалидов к профессиональному образованию является одним из приоритетных направлений государственной политики. В связи с чем для обеспечения поддержки функционирования инклюзивного профессионального образования во всех субъектах Российской Федерации с 2016 года создавались базовые профессиональные образовательные организации. Разрешите сокращенно говорить БПО. В Республике Коми
площадкой для БПО определили наш колледж, Сыктывкарский колледж сервиса и связи. С октября 2016 года мы функционируем и ведем работу по руководству, координации и методического сопровождения профессиональных образовательных организаций системы среднего профессионального образования в Республике Коми в сфере профессионального обучения и профессионального образования для лиц с инвалидностью и ограниченных возможностей здоровья. Для тех, кто знаком с нашей деятельностью, хотелось бы остановить ваше внимание на основных направлениях нашей работы. Исходя из направления деятельности БПО, необходимо нам достичь следующих показателей. Это увеличение числа обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях Республики Коми. Снижение числа обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, не завершивших обучение в профессиональных образовательных организациях. Увеличение числа педагогических работников, повысивших свою квалификацию по вопросам инклюзивного образования. Создание материально-технической доступности БПО и установление сотрудничества со всеми образовательными организациями, где обучаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Одной из главных задач БПО является это увеличение численности обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях. И на данном слайде мы наблюдаем динамику увеличения численности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с момента создания нашего БПО. Увеличение численности абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, конечно, хотелось бы желать лучшего, но так или иначе в процентном соотношении мы выполняем показатель по увеличению численности лиц с инвалидностью и ОВЗ. Также здесь можно говорить о позиции некоторых профессиональных образовательных организаций, где прием указанного контингента проводится нерегулярно по различным причинам. Численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ незначительная и составляет не больше 1%. А в некоторых профессиональных образовательных организациях, а их 7, вообще не обучаются дети с инвалидностью. Оценить реальную потребность обучающихся с инвалидностью ОВЗ в профессиональном образовании достаточно трудно по нескольким причинам. Ну и, конечно же, основная причина – это их здоровье. Часть обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в силу тяжести своего недуга не могут быть профессионально заняты, и, соответственно, их потребность в профессиональном образовании в лучшем случае трансформирована в потребность овладения какими-либо трудовыми навыками или навыками самообслуживания. Это мы говорим о категории детей с тяжелыми нарушениями. У другой части это состояние здоровья накладывает существенные ограничения на выбор сферы трудовой деятельности, ну и, следовательно, профессии, а подчас и уровня профессионального образования. Остальные обучающиеся с инвалидностью ОВЗ, они составляют меньшую часть рассматриваемого контингента. При создании необходимых и достаточных условий, а также при их желании могут получить любое не противопоказанное для них профессиональное образование в соответствии со своими способностями. Ну и, конечно же, эта часть составляет наши обучающиеся, с которыми мы проводили профориентационную работу. Далее. Для того, чтобы мы были базовой площадкой по инклюзивному профессиональному образованию, было одним из условий это обучение лиц с инвалидностью. И, конечно же, данная задача стояла перед нами намного раньше, нежели создание БПО. И данной работе предшествовала огромная профориентационная деятельность. Нам дали контрольную цифру приема набрать 8 человек с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата. Модели создания БПО были разные, мы остановились на модели это нарушение опорно-двигательного аппарата. Профориентационная работа велась 2 года. Мы 2 года по крупицам искали детей с инвалидностью, чтобы осуществить контрольную цифру приема в данную группу.
Ну и, конечно же, формы работы были различные. Это тесный контакт непосредственно с родителями, это тесный контакт был с обществами инвалидов. Но так или иначе, в 2016 году мы задачу, поставленную перед нами, выполнили и набрали группу лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата по специальности экономика и бухгалтерский учет. Ну и, конечно же, эту группу мы набираем не ежегодно, а через год, в связи с тем, что для данной группы у нас оборудована специализированная лаборатория, где они обучаются. И в этом году у нас также стояла перед нами такая же задача — набрать обучающихся уже с нарушением, с различными нарушениями, в количестве 8 человек, ну и нами проводилась профориентационная работа в течение учебного года. Ну и результаты вы видите на слайде по количеству обучающихся инвалидностью и ОВЗ непосредственно у нас в БПО, в Сыктывкарском колледже сервиса и связи. На сегодняшний день у нас численность обучающихся составляет 25 человек. По нозологическим группам у нас обучаются дети с нарушением слуха, нарушение опорно-двигательного аппарата, это основная нозологическая группа у нас. И, конечно же, большая часть процента — это у нас соматические заболевания. По увеличению контингента с инвалидностью ОВЗ вы видите по диаграмме. Нами показатель также выполняется, перед нами задачу ставят выполнимую, и вы видите рост увеличения детей с инвалидностью ОВЗ непосредственно уже в базовой профессиональной образовательной организации. Ну и для того, чтобы осуществлять профориентационную деятельность и обучать детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, конечно же, мы должны были пройти курсы повышения квалификации по тематике инклюзивного образования. Ну и на данном слайде вы видите показатели организации курсов повышения квалификации, непосредственно которые были проведены на базе нашего колледжа, и показатели у нас идут также в зависимости от финансирования на организацию курсов повышения квалификации. Далее. Для осуществления профориентационных кампаний и обучения студентов с инвалидностью ОВЗ в рамках исполнения государственного задания по обеспечению материально-технической доступности БПО нами была создана архитектурная доступность нашего учебного заведения. На сегодняшний день у нас переоборудована, реконструирована входная группа в 2 корпусах. Ну и, конечно же, основной корпус по доступности — это корпус номер 1, где обучаются у нас лица с нарушением опорно-двигательного аппарата. Также произведена реконструкция санитарно-бытовой комнаты для данной категории детей в соответствии со сводом правил 59 по доступности. Также созданы у нас необходимые условия для проживания в общежитии для иногородних студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Это отдельная категория детей, с которыми у нас проводилась огромная работа иногородняя, и в дальнейших слайдах я вам озвучу это. Для организации учебной деятельности и профориентационной работы с выпускниками школ нами оборудован учебно-профориентационный класс. В этот класс мы приобрели учебное и специальное оборудование с учетом разнообразных особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Ну, здесь на слайде мы видим данный класс. Класс у нас оснащен 5 рабочих мест, также есть зона для коллективной работы. Ну и рядом там у нас оснащена еще сенсорная комната. В данном кабинете у нас на персональных компьютерах установлена программа профессионального тестирования школьников. Ну и нами ведется также работа по профтестированию школьников с целью их профессионального самоопределения и привлечения данной категории детей в систему среднего профессионального образования.
На сегодняшний день нами протестировано более 40 обучающихся с инвалидностью и УВЗ, даны рекомендации по выбору профессий и специальностей. Ну и также в этом учебном году нами было организовано онлайн-тестирование детей с инвалидностью через портал «Работа в России». Была сделана рассылка в школы, где просили организовать тестирование детей с инвалидностью. Далее для учебных целей и профориентационных целей нами приобретено специальное оборудование в небольшом количестве, но все-таки да, для людей с нарушением зрения, для людей с нарушением слуха и, конечно же, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это основная нозологическая группа, по которой мы оснащали БПО. Профориентационная работа в этом году велась у нас активная, так как нам также даны были контрольные цифры приема набрать обучающихся с инвалидностью. Уже не обозначали нозологическую группу, да, в силу проблемы набора данной категории детей. И нами был составлен план работы профориентационной. Мы сотрудничали с общеобразовательными школами города Сыктывкара активно. Представители школ приходили к нам на семинар в БПО по теме профориентация детей с инвалидностью. Ну и в рамках данной кампании у нас проводилась следующая работа. Мы провели профориентацию благодаря взаимодействию ЦЗН. Благодаря взаимодействию ЦЗН. Кто-то сказал, что ЦЗН не взаимодействует. Только благодаря ЦЗН мы выехали в районы Крайнего Севера. И благодаря управлению образования этих районов. Так как организаторами профориентационных акций были ЦЗН. И уже выходя на ЦЗН, мы просили собрать детей и родителей с инвалидностью на данную встречу. И, конечно же, мы выходили на управление образования. Нами были охвачены такие районы, как Воркута, Интак, Усть-Цильма, Ижевский район, также Прилузский, Сысольский район. Использовали мы активные формы для профориентации, мы проводили профтренинги, проводили мастер-классы по профессиям и специальностям. Так как мы заинтересованы в наборе группы по специальности экономика и бухгалтерский учет, специфичная профессия, да, все дети, которые приняты у нас на данную группу, они не мечтали стать экономистами и бухгалтерами. Только благодаря нашей профориентационной работе, благодаря работе педагога-психолога мы сориентировали, и родители, конечно же, в большей части были озабочены, наверное, психолого-педагогическим сопровождением и социализацией этих детей. Далее, здесь необходимо учитывать, да, что это у нас районы, и родителям принять решение отправить ребенка с инвалидностью в другой город, это, конечно же, поступок. Но отработав в Ухте, данная профориентация у нас сложилась удачно, и родители детей с инвалидностью с Ухты решились и отправили детей к нам на обучение. Также у нас поступили дети в эту группу в этом году с Усть-Цильмы, с Ижевского района, это дальние регионы. Дети поступили у нас с нозологическими группами непростые, это сложные формы ДЦП, но родители приняли для себя такое решение и отправили детей к нам. Они поверили нам, что мы справимся с их обучением и их социализацией. Ну и, конечно же, мы стараемся это выполнять. Адаптация детей в этой группе шла в сентябре месяце очень сложно. Мы все находились всегда рядом с этой группой. Мы все были на связи с родителями. Да, был ребенок, который принимал решение вернуться обратно в деревню. Проведена была огромная работа педагогом, психологом, и все-таки было принято решение, да, остаться, социализироваться и двигаться дальше в плане получения специальностей и профессий для данной категории детей. Ну и хотелось бы отметить профориентационную работу в Ухте. Мы выходили с предложениями присоединиться к нам с профориентационными мероприятиями, к нашим коллегам. Откликнулись у нас
на данное приглашение Сосногорский технологический техникум. На данной встрече Сосногорский технологический техникум проводил мастер-класс с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Мы также проводили консультирование и информирование родителей по вопросам получения профессионального образования. Ну и, конечно же, наши педагоги проводили тренинги и мастер-классы, профессиональные пробы по специальности экономика и бухучет. В профессиональных пробах на данной встрече участвовали также и родители. Они создавали предприятие мороженое, им очень понравилось принимать данное участие. Ну и, конечно же, чтобы завершить профориентационную кампанию 2018 года и набрать контрольную цифру приема 8 человек, мы организовали 2 июня День открытых дверей именно для этой категории детей. Приехали все дети и участвовали в Дне открытых дверей. Поступили не все, да? Но это немножечко позже я оговорюсь, почему. Далее нами был охвачен санаторий Лозы. Санаторий Лоза. Это у нас единственный в республике многопрофильный санаторий для детей с различными заболеваниями, где они без отрыва от образовательного процесса получают лечение. Мы охватили ранней профориентации детей, более 50 человек. Также администрация санатория Лозы нам организовала встречу с родителями, которые находятся в неврологическом отделении данного санатория по путевке «Мать и дитя». И данных родителей мы также информировали и консультировали по вопросам получения профессионального образования и профессионального обучения для их детей. Далее, в рамках профориентационных акций у нас активно работает педагог-психолог. Педагог-психолог сопровождает абитуриентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, проводит с ними тестирование и дает им рекомендации по выбору сферы деятельности, учитывая их состояние здоровья и интересы. Ну и, конечно же, приходится их профессиональный маршрут иногда менять. Ну и мы предлагаем различные варианты получения образования, будь то это среднее профессиональное образование или профессиональное обучение. В комнате релаксации, психологической разгрузки педагог-психолог устанавливает с данной категорией детей доверительный контакт, улучшает их эмоциональное состояние, ну и снимает нервное возбуждение. Проблемное поле профориентационной работы, какое мы видим, да, наше видение. Проблемным полем мы бы выявили тенденцию того, что дети не определены в выборе профессии, да, с учетом, наверное, их состояния здоровья. А если кто-то и определился с выбором профессии, то зачастую бывает, что состояние здоровья не позволит выполнить ту трудовую функцию, которую они выбрали. Ну и, конечно же, нам в рамках профориентации приходится их ориентировать по выбору профессии и специальности. Также здесь необходимо выделить следующую проблему, это, конечно же, работа с родителями детей с инвалидностью. Это непростая категория граждан, но так или иначе мы работаем тесно с родителями в контакте. Здесь мы выявили проблему того, что ни родители, ни дети не знают правил поступления в систему среднего профессионального образования. Зачастую они думают, что, имея инвалидность, у них есть льготы. И в данном случае приходится информировать, что дети поступают на уровень среднего профессионального образования на общих основаниях по конкурсу аттестатов. Что и вышло у нас при наборе группы специализированной 8 человек. Заявление подавали 13 человек. Хорошо, что мы этих детей потом сориентировали в другие профессиональные образовательные организации. Из тех детей, которые были заявлены к нам для поступления, все определены. Есть другая проблема. Дети, которые не пошли в 10 класс и
осуществляет сейчас походы к нам в БПО с сентября месяца. И также они не информированы. Зачастую это дети, которые обучаются на дому. До них информация не доходит в полной мере. И они также не владеют информацией. Ну и в результате, конечно же, на сегодняшний день есть дети с инвалидностью, которые сидят дома. Да, мы дали рекомендации вернуться в школу. Если будет высвобождение мест в профессиональных образовательных организациях, конечно, можно до 25 ноября еще сдать документы и поступить. Все вакансии в профессиональной образовательной организации размещены на сайте Коминформ, есть Министерство образования, и, конечно же, мы создали группу ВКонтакте, я сейчас дальше покажу, и информация есть еще в группе ВКонтакте, где есть вакантные места в профессиональной образовательной организации. Далее, здесь необходимо также выделить проблему по незнанию своих законных прав и интересов с точки зрения детей с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, группу набирали мы и всем родителям рекомендовали пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Все дети у нас практически прошли психолого-медико-педагогическую комиссию, начиная с августа они проходили, и вот уже в сентябре они завершили и прошли ПМПК. Всем детям, которые обучаются у нас в специализированной группе, присвоили статус лицо с ограниченными возможностями здоровья. Да, есть дети, которые не проходили ПМПК, и они обучаются у нас точечно в инклюзивных группах. И они говорят, а почему мы не имеем права на бесплатное питание? Здесь да, мы говорим о том, что незнание закона влечет за собой вот такие вещи. Поэтому здесь, когда мы выходим на профориентационные мероприятия, мы также консультируем родителей по получению статуса ОВЗ. Мы привлекаем для этих целей также наших коллег, психолого-медико-педагогических комиссий, как республиканскую, так и городскую. Ну и информируем родителей в данном вопросе. Далее, есть еще проблема в том, что родители не знают, что они имеют право на бесплатное образование только один раз. И у нас уже пошли такие дети, которые получили профессиональное обучение через ЦЗН и хотели поступить еще на профобучение в колледж и техникум, им отказали, так как они уже реализовали свое право бесплатное на получение профессионального обучения. По уровню среднего профессионального образования здесь можно сказать о том, что также не владеют информацией о том, что они имеют право получить разный уровень образования, например, получить профессию и далее поступить, получить специальность. В этом плане также необходимо консультировать, есть такое право, и они могут его реализовать. Конечно же, дети, которые поступили к нам, часть из них хотела продолжать обучение в 10 классе, да, и поступать в вузы. В этом вопросе мы также консультировали и сказали, взвесьте все риски по сдаче, да, экзаменов, по поступлению в вуз. Да, в вузы есть квотирование до 10%, да, но опять же, не факт, что поступит. И поэтому многие родители приняли решение после 9 класса поступить на уровень среднего профессионального образования, социализироваться, ну и далее мы их нацеливаем на поступление в вузы. Таким образом, они у нас заняты, да, какое-то количество времени. Далее, в рамках, опять же, профориентационной работы и получения профессионального образования нами были организованы прямые линии по вопросам инклюзивного образования. Тематика была различная. На данные прямые линии мы приглашали узких специалистов для консультирования. Ну и, конечно же, очень много мы провели прямых линий по вопросам поступления.
на уровень среднего профессионального образования. Да, тут же также можно наблюдать, что у нас идет прямые линии по содействию в трудоустройстве, по организации обучения, ну и, конечно же, по прохождению психолого-медико-педагогической комиссии. Все прямые линии, которые мы проводим, для целевой аудитории это, конечно же, учащиеся общеобразовательных школ, это родители, это студенты, это преподаватели профессиональных образовательных организаций. И когда мы намечаем прямую линию, мы информируем о проведении прямой линии посредством рассылки по электронной почте на официальные адреса образовательных организаций. Также размещаем информацию в сети интернет, на сайте Министерства образования, ну и, конечно же, на своем сайте колледжа. Поэтому просим вас содействия, если вы получаете такую информацию, доносить данную информацию до родителей детей с инвалидностью, чтобы они могли звонить, интересоваться по наболевшим вопросам по самоопределению детей. Да, да, телефон 33 42 86. Все прямые линии мы делаем рассылочку и сидим, ждем звонки. Прямые линии активно проходят. Да, телефон записали. Обеспечение информационной доступности инклюзивного профессионального образования у нас осуществляется стандартным, да, способом. Это путем распространения информации на официальном сайте Сыктывкарского колледжа сервиса и связи. Мы создали здесь вкладку «Базовая профессиональная образовательная организация», где можно найти необходимую информацию по инклюзивному образованию, в том числе и профориентация. По профориентации мы в этом году разместили информацию по направлениям подготовки в профессиональных образовательных организациях Республики Коми 2018 года, разместили методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом их нарушений. Разместили здесь у нас телефон для записи на собеседование и профтестирование, ну и, конечно же, разместили информацию, советы психолога, как выбрать профессию. Далее, для информационной доступности по вопросам инклюзивного профессионального образования мы недавно создали группу ВКонтакте в социальных сетях. Группа называется БПО ГПУ Сыктывкарский колледж сервиса и связи, где мы размещаем информацию, поэтому подписывайтесь, будьте в курсе нашей работы, в курсе инклюзивного профессионального образования. Ну и, конечно же, это содействие в профориентации, это содействие в трудоустройстве и ряда других вопросов, касающихся инклюзивного профессионального образования. Далее, нами как БПО отводилась большая часть времени также на методическое сопровождение инклюзивного образования. Мы разработали ряд методических рекомендаций по тематике инклюзивного профессионального образования. Ну, в том числе мы разработали информационный справочник «Доступная среда. Абитуриент 2018». Здесь мы указали все профессиональные образовательные организации, которые принимают детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Это я нажала. Легла. И данные методические рекомендации размещены у нас также на сайте, где можно ознакомиться при необходимости с данными документами. Далее, нами в течение нашей деятельности были подготовлены медиа-вебинары по различным тематикам. Данные вебинары также размещены у нас на официальном сайте, также можно ознакомиться. Данные вебинары мы готовили для наших коллег, профессиональных образовательных организаций Республики Коми. Ну и, конечно же, мы затрагивали вопрос профориентации. Это вебинар второй, где мы рассматривали организацию профориентации детей с инвалидностью. Ну, данную тематику здесь также можно посмотреть. Есть вебинар по организации деятельности по МПК, где объясняется статус инвалид, статус ребенок-инвалид и статус лицо с ограниченными возможностями здоровья. До сих пор коллеги, да, на всей территории Российской Федерации
не могут разграничить некоторые, да, эти понятия. Их уже давно надо разграничить, так как мы заполняем мониторинги, и потом идут у нас отсюда ошибки в мониторинге. Поэтому вот также вебинары можно просмотреть. Вебинары у нас также создавались, и мы привлекали узких специалистов для создания данных материалов с целью повышения квалификации, да, педагогических кадров. Ну и, конечно же, нельзя не затронуть чемпионат Обилимпикс Республики Коми. Я надеюсь, что большая часть аудитории знакома с данным чемпионатом. И данный чемпионат у нас несет в себе две высокие миссии. Да? Это профориентация детей с инвалидностью и, конечно же, содействие в трудоустройстве участников чемпионата Обилимпикс. Структура чемпионата Обилимпикс следующая. Обилимпикс проходит в два этапа. Первый этап – это чемпионат Обилимпикс субъекта Российской Федерации. Он проводится на региональном этапе. Второй этап – это национальный чемпионат Обилимпикс. Он проводится на федеральном уровне. Чемпионат состоится, если будет заявлено, это по концепции новой, не менее 10 компетенций и не менее 5 участников в каждой компетенции из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Участники могут быть граждане Российской Федерации, имеющие статус, да, инвалид, ребенок, инвалид и статус лицо с ограниченными возможностями здоровья от 14 лет до 65 лет. Ну и в рамках проведения чемпионата Обилимпикс в этом году совместно с Центром психолого-педагогической медицинской и социальной помощи была организована профориентационная ярмарка учебных мест. На ярмарке учебных мест привлекали детей с инвалидностью и ОВЗ. Наши коллеги профессиональных образовательных организаций на эту ярмарку вышли с мастер-классами для данной категории детей. Ну и, конечно же, вся информация по организации профориентационных мероприятий, деловых мероприятий передается в Национальный центр развития Обилимпикс, где анализируется и ставится определенная оценка. Оценка проведения регионального этапа 2018 года Национальным центром по Республике Коми дана положительная. Ну и вы видите, да, помимо профориентационной, это, конечно же, деловая часть, где мы принимаем участие, соревновательная часть, непосредственно сам конкурс, ну и культурная программа, да, с целью социализации детей, да, в обществе. Кто принимает участие? Кто принимает участие? Абитуриенты будущие или те, кто вас уже... Сейчас скажу следующий слайд. Состав участников чемпионата Обилимпикс. По концепции этого года состав участников у нас в процентном соотношении изменен. И нам необходимо было набрать школьников 15%. Это у нас школьники от 14 лет, которые обучаются в образовательных организациях, общеобразовательных, специальных коррекционных школ. Далее следующая категория – это студенты 70%, ну и специалисты 15%. Данный показатель в процентном соотношении нами выполнен. Ну и, конечно же, на чемпионате Обилимпикс регионального этапа задания выполнялись они на одном уровне, а уже на национальном чемпионате будут задания разных уровней для школьников, для специалистов и для студентов. Можно вопрос? Да. Кто дает участие победителю чемпионата, если он выпускник 9 класса? Если он выпускник? 9-классник, 9 года. По школьникам. Что дает школьникам участие в Обилимпиксе? Это профориентация. Он пробует себя в той или иной компетенции. Все участники чемпионата Обилимпикса ежеквартально мониторятся Москвой. Мы подаем данные по каждому участнику, чем он занимается. И если это школьник и является выпускником, то мы с вами должны провести профориентацию с данным ребенком по получению профессионального образования или профессионального обучения. Из школьников, которые принимали участие в наших чемпионатах, у нас один ребенок, закончив специальную коррекционную школу, не закончив, он 18 лет исполнилось, он ушел с коррекционной школы и
не работает. Это не есть хорошо, да, и это упущение нашей работы. Здесь, если мы заявляем участников на чемпионат Обилимпикс, мы должны быть уверены в них, что они будут дальше продолжать обучение. Там у вас есть диплом победителя? Конечно, конечно. Потому, В каждой категории. Нет конкурса. Можно поступить, если ваша комиссия принимается? Нет, поступление на уровень среднего профессионального образования на общих основаниях по конкурсу аттестатов. Мы не можем принять федеральные законы, это не к нам. Что дает чемпионат? Да? Для детей это профориентация, для студентов это у нас содействие в трудоустройстве, для специалистов работающих это повышение квалификации, и если это не работающие специалисты, это опять же содействие в трудоустройстве. И, конечно же, ЦЗН данную категорию участников ведет лично, персонально. Поэтому здесь хотелось бы нам поблагодарить Республиканскую психолого-медико-педагогическую комиссию за отличную организацию проведения чемпионата по 2 компетенциям в категории школьники. Они взяли на себя организацию компетенции резьба по дереву и художественное вышивание. Но здесь необходимо сказать, что с каждым годом мы должны увеличивать количество компетенций. Если в этом году, следующий слайд, это итоги чемпионатов за все годы, посмотрим. Мы вступили в движение Обилимпикс в 2016 году, малочисленно пока. Даже мы еще были не созданы как БПО, но Сыктывкарский политехнический техникум принимал участие в Обилимпиксе, и у них было заявлено всего 2 компетенции. 2 компетенции по 8 человек. Итого 16 участников было. На национальный чемпионат у них уехало 2 участника. Ну и, конечно же, мы не привезли призовых мест. В 2017 году чемпионат Обилимпикс, мы должны увеличить количество компетенций. Мы их увеличили до 8. Количество участников у нас уже было 46. В том числе здесь была категория школьников в количестве 17 человек. Ну и также делегация сборная Республики Коми в прошлом году отправилась уже дружно на 3-й национальный чемпионат Обилимпикс. Мы повезли 9 участников компетенций. Почему 9? Так как 9-ю компетенцию предпринимательства Национальный центр разрешил привести без участия в региональном этапе уровня высшего образования. И мы взяли студентку УГТУ на компетенцию предпринимательства. Таким образом, по результатам чемпионата мы привезли 2 призеров. 2 призеров по компетенции сборка-разборка электронного оборудования, это Сыктывкарский политехнический техникум, и, конечно же, это компетенция предпринимательства УГТУ. Ну и, конечно же, теперь 2018 год. Нами был проведен чемпионат 3-4 октября, это буквально недавно он завершился, но мы до сих пор документы все оформляем. Увеличили компетенции до 11 компетенций. Мы ввели новые компетенции, такие как уже предпринимательство, документационное обеспечение управления, архивоведение, поварское дело и средства по ремонту автомобилей. Здесь у нас было уже увеличено количество участников 64, но поверьте, эти 64 человека дались нам нелегко. Мы их собирали по крупицам. В компетенции было по 5 участников, мы боялись за каждого. И пока они не сели на рабочие места, мы не успокоились. Мы должны были увидеть 5 человек и начать компетенцию. Компетенции все состоялись в количестве 64 человек, из них 16 школьников приняли участие. Ну и наша задача сейчас отправиться с сборной командой Республики Коми на 4-й национальный чемпионат Обилимпикс. Мы везем на данный чемпионат, он состоится 20-23 ноября, уже все билеты и все у нас уже подготовлено. Подготовка участников в количестве 11 человек осуществляется. Есть надежды привести призовые места. Да. 16 школьников это сертификат или республика? 16 школьников это школьники специальных коррекционных школ Республики Коми. Не Сыктывкар.
Да. Поэтому, уважаемые коллеги, мы бы хотели видеть участниками школьников общеобразовательных организаций по различным компетенциям. Есть желающие в 16-й школе, мальчик, очень хотят они поучаствовать в Обилимпиксе, в любой компетенции. То ли это вокал, то ли это переводчик, да, то ли это обработка текста. Но очень хотят принимать участие. Поэтому, пожалуйста, проработайте вопрос подбора участников на следующий чемпионат. Мы очень нуждаемся, да, в данной категории детей в качестве участников. Да. Заявки с какого часа начинается? Как все это? Сейчас скажу. Механизм проведения начала. Механизм проведения начала. Здесь пока Куда обратиться первый шаг? в БПО, к нам, в Сыктывкарский колледж сервиса и связи. Сыктывкарский колледж сервиса и связи, помимо БПО, является еще региональным центром развития движения Обилимпикс. И мы это все в одном лице выполняем. Обращайтесь непосредственно к нам. Далее, следующий чемпионат планируем провести весной. Весной, с апреля месяца. Даты пока неизвестны. Даты согласуются у нас с Министерством образования. Чемпионат проходил у нас 2 года подряд в начале октября. Это было очень тяжело. Отпускной период. Это дети профессионального обучения только приступили к учебе, отучились 1 месяц, и мы их выставляем на чемпионат. Поэтому в этом году планируем сдвинуть чемпионат на весну. И уже с января месяца мы начнем активно пропагандировать чемпионат Обилимпикс. Пожалуйста, да, заявляйте своих детей. Мы посмотрим, какую компетенцию можно им выбрать, поучаствовать с целью профориентации. Они имеют право на компетенцию? Нет, они же что-то умеют делать. Если мы наберем по определенной компетенции 5 человек, компетенция уже состоялась. Например, наберем документационное обеспечение управления. Они откуда знают, что эта компетенция есть? Я-то сама откуда это знаю? Мы будем делать рассылочку. Да. Компетенций много. На сайте национального чемпионата Обилимпикс все компетенции заявлены, которые проходят. И мы, согласно заявленным компетенциям, выбираем. Для школьника выбрать можно. Да, элементарно переводчик, английский язык все проходят, да, обработка текста, все с компьютером работают, ну и так далее. Поэтому ждем от вас участников следующего чемпионата Обилимпикс. Ну, это наши чемпионаты. Дети работают, детям интересно. Детям интересно даже просто съездить в Москву. Да? Для них это как приключение. Но они молодцы, они большие молодцы, несмотря на состояние здоровья, они выполняют работы. С данными детьми у нас работает педагог-психолог, работа ведется, да? Поэтому приходите, обращайтесь. У вас тьютер сейчас работает или что? По тьютеру скажу. У нас набрана группа, да, специализированная на нарушением опорно-двигательного аппарата. 3-й курс 5 человек, и вот 1-й курс мы набрали 8 человек. Данных детей в составе 13 человек у нас сопровождает воспитатель по штатному расписанию. Да, он целый день с ними с утра, и вот пока не закончатся уроки. Он сидит с ними на уроке, оказывает помощь, всю помощь он оказывает. И даже дойти с общежития, и в туалет сопровождает, и в столовой накрывает. Все функции тьюторские она выполняет. Но по штатному расписанию она у нас воспитатель. То есть в общежитии она присутствует? В общежитии ее нет. Она работает в дневное время, когда идут уроки. А в общежитии у нас уже вечерние воспитатели ждут. Да. Ну и, конечно, хотелось бы сказать о взаимодействии с образовательными организациями. Она у вас получается с опорно-двигательным аппаратом, с этим? Ну там в основном, да, у нас набраны дети с опорно-двигательным аппаратом. Раньше было у вас не все детей. Насколько я... Мы выпустили детей соматиков. У нас выпуск в этом году был. Да. Первый выпуск детей с инвалидностью 3 человека. Один из них с красным дипломом, они молодцы. У вас сейчас 25 человек, из 25, получается, с 13 работает. А остальные работают инклюзивно, они обучаются в общих группах, в составе 25 человек, группа, классный руководитель. Конечно, есть педагог-психолог, который работает с данными детьми.
Да? Так. Ну и я бы хотела сказать о взаимодействии нашем с вами. Мы пытались в прошлом году заключать соглашение по взаимодействию, да, реализации инклюзивного образования. Это тоже как показатель деятельности всех БПО, и нас мониторят по данному пункту. И мы должны были сделать данную работу. Заключение соглашения шло очень тяжело. Мы выходили с ходатайством на управление образования и просили оказать содействие, заключить данное соглашение. Далее мы пригласили уже к себе на семинар ответственных за профориентацию, и у нас свершилось это чудо. Мы заключили соглашение с общеобразовательными школами города Сыктывкара в количестве 27 соглашений. Да, не все школы. Мы надеемся, школы, которые не откликнулись на заключение соглашения, откликнутся на этот вопрос в этом году. Ну и, конечно же, мы ждем, когда вы нас пригласите к себе на профориентацию родителей детей с инвалидностью. Также вы можете приходить с данной категорией детей к нам в колледж, непосредственно смотреть нашу площадку и специальное оборудование. У нас уже на той неделе приходила 18-я школа. Это дети, которые обучаются на дому. Ребенок с потерей зрения приходил, ну и ребенок с... Мы провели профориентацию с данной категорией детей, поэтому приходите, мы вас ждем. Также мы заключали соглашение с профессиональными образовательными организациями, так как мы сотрудничаем и мы мониторим их, заключили 32 соглашения. Ну и, конечно же, без общества инвалидов нам никуда. У нас их всего 4, да, в Сыктывкаре, мы с ними заключили соглашение, и у нас начинается с ними совместная работа. Мы просили общество инвалидов, уважаемые коллеги, провести занятия по пониманию инвалидности. Вот уже именно у нас, как в БПО, возникают проблемы нормативных детей и детей с инвалидностью. Родителей нормативных детей по отношению к детям с инвалидностью. Да? И у нас назрел этот вопрос, мы обратились с просьбой к обществу инвалидов, они дали положительный ответ, и они будут готовы выйти во втором полугодии в профессиональной образовательной организации по пониманию инвалидности. Поэтому откликнитесь, когда мы к вам обратимся с данной помощью. Ну и планы работы на следующий год. Мы продолжаем все те направления деятельности, которые были озвучены выше. Ну и, конечно же, у нас будет стоять очень глобальный вопрос. Сейчас это организация проведения чемпионата Обилимпикс 2019 года в Республике Коми. Вот здесь прошу вашей помощи проработать данную категорию детей для участия в чемпионате. Благодарю за внимание, ну и мы надеемся на тесное сотрудничество с вами. Вопросы? Да будет мне душу, то даже после сделать. Скажите, пожалуйста, только такое единственное учреждение у нас, в республике или что-то во всех субъектах Российской Федерации создано по одной БПУ. Единственное, это Московская область, они большие, и Рыбинск, там 2 БПО, но разделили колледжи между ними. А все БПО субсидируются. Ну, если прошли основную заявку по субсидированию, она одобрена. Мы субсидирование прошли на 2019 год, заявка наша одобрена, мы ждем финансирования, и мы продолжаем, опять же, да, обеспечение материально-технической доступности нашего колледжа. По питанию еще раз скажу. Питаются у нас дети бесплатно, только имеющие статус лицо с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды не имеют такого права. Да, по закону об образовании горячее питание организации идет для лиц с ОВЗ. Поэтому, да, мы переживали за эту группу и рекомендовали родителям пройти по МПК. Еще вопросы? Вот по контрольной цифре приема. Контрольные цифры приема уже сейчас обсуждаются. Контрольные цифры приема министерства, когда дает каждому профессиональной образовательной организации, и мы уже определяем, на базе каких классов принять детей. Мы заинтересованы лиц с инвалидностью принимать на базе 9 классов. Мы практиковали прием детей и на базе 9, и на базе 11. Это не очень рентабельно в плане финансирования. Поэтому определяем одну базу приема на базе 9 классов. Как контрольные цифры приема у нас будут даны, мы сразу их
мы еще не дадут контрольную цифру приема, мы уже выйдем на профориентацию. В январе запланировано, да, у нас ежегодная ярмарка учебных мест совместно, да, с психологами и педагогической комиссией мы проводим. Мы также на эту ярмарку ждем и родителей, и детей с инвалидностью. ОВЗ будет информация адресована непосредственно для данной категории детей. Поэтому приходите, будем работать и определять детей по получению профессии и специальности. Они наши кормильцы, наверное, старости уже будут, да? Потому что детей с инвалидностью очень много сейчас. Поэтому мы заинтересованы дать им профессию и специальность и найти им работу. Спасибо. Спасибо за внимание. Всего доброго. Мы продолжаем. Надежда Владимировна, скажите, вот эта презентация будет доступна нам для того, чтобы мы могли ее разместить в материалах в формате PDF? Вот PDF. Ага, да, вот сюда. Угу. Вот, данный материал также будет доступен по тому адресу, да, который я ранее озвучивала. И я хочу предоставить слово. Я хочу предоставить слово следующему участнику, но вот Виктор Николаевич подошел, да, но мы с его позволения еще одному участнику семинара дадим слово. Это Владислав Петрович Рудой, руководитель Республиканского методического центра по развитию национальной системы квалификации Республики Коми. И чем ценен данный специалист в нашем институте? Тем, что он является как раз-таки, проходите, Владислав Петрович, пока я вас представляю, представителем, то есть вот та самая связь с теми самыми работодателями, о которых мы так много в настоящее время говорим. Спасибо большое за представленную возможность. Я после той информации, которая последней прозвучала, конечно, после не очень сложно переориентироваться, да, потому что тема очень серьезная. В Олимпиксе я непосредственно сам принял участие на последнем чемпионате, и Союз промышленников республики взяли под свой патронаж тех ребят, которые были озвучены в номинации профкомпетенции, которые связаны с транспортом, и те, которые занимаются предпринимательством. Тот уровень требований, который был на Олимпиксе, конечно, учитывая, что их особенности этих детей, конечно, он не дает им возможности, в принципе, как-то так, ну, что ли, самостоятельными быть после окончания и получения этого обучения. Вот, поэтому мы взяли на себя такую ответственность и будем продолжать с этими детьми обучение в части предпринимательства, все-таки как выстроить свое отношение к дальнейшей жизни, в работе и так далее. Что касается профориентации, вот я постараюсь взглянуть на эту проблему со стороны работодателя, как сказала Татьяна Сергеевна. У меня, конечно, очень много вопросов. Мы сталкиваемся с очень большими проблемами. Вот, честно говоря, на многих совещаниях и в Министерстве образования, и в управлениях образования, муниципальных образований, да, вы знаете, так все хорошо, даже страшно. В итоге сталкиваемся с проблемой. Конечно, очень печально, что вот эта категория, о которой мы сегодня говорим, касается общей школы, общеобразовательной школы. Мы больше, так сказать, заточены под профессиональную подготовку и участие в этом процессе со студентами СПО и высшей школы. Там еще где-то более-менее понятно. Более-менее понятно. Хотя в процессе нашей совместной работы возникает масса таких вопросов, которые и приходится решать и на федеральном уровне, и на республиканском уровне, и так далее. Для меня, конечно, вот в плане профориентации в школе, общеобразовательной, это вообще такая тема очень серьезная, и она очень еще не то, что сказать, не изучена. Потому что она-то изучена. Очень много говорится сегодня о профориентации, начиная чуть ли не с детского сада. Первый класс, второй там до 4, потом там уже старший, там уже кто-то 8, 9, а в 9 уже в принципе можно идти в СПО. И тут нужно понять, вообще-то что-то он
мог для себя выяснить наш объект. То есть этот ребенок, который, собственно говоря, должен попасть в учебное заведение и четко понимать, а какая же ему профессия нужна. Вот я честно скажу, вот, зная, Татьяна Сергеевна предупредила о том, что будет этот семинар, и в какой-то части нужно, и вот Мария выступала, это сотрудник центра нашего методического республиканского, да, с этой информацией, мониторинга, определения всех этих цифр и так далее. Вот если есть возможность вернуть, я вам покажу страшные вещи, о которых, честно говоря, бросает дрожь. Половина ребят, которые в принципе не знают, что, собственно, им делать. А кто участники процесса? Родители понятно, школа понятно. А кто еще? Общество, государство. Стоп. Рабочих мест нет. Одна про государство уже сказала 3 дня назад. Зачем выражаете и все остальное. И вот я думаю, что и место общества явно не будет уже. Вот смотрите, то, что рабочие... Вот вернемся обратно. Чтобы не, чтобы мы могли понять друг друга, да, в какой ситуации мы находимся. Мы готовы сегодня получить продукт. Человек пришел на производство, он все знает, он четко владеет своей профессиональной компетенцией, а не то, что ему написано в дипломе, образование, там, бакалавриат, магистратура и так далее. Да? Ну и что? А дальше? А где профессиональная компетенция? Вот пошли путем для СПО провести демонстрационный экзамен. Вот директора техникумов, которые, как бы это самое, да, вот сколько, вот эта цифра магическая уже 64. Вот 64 человека прошло в прошлом году. Да, это более-менее в приближении понимали, что каждый на своем демонстрационном экзамене, кроме получения диплома и, мягко говоря, вот этой контрольной работы, как он представляет выпускной, он еще прошел, в принципе, сдал демонстрационный экзамен, который, в принципе, определяет его эту профкомпетенцию. И мы уже понимаем, что, в принципе, я могу этого ребенка отследить дальше через работодателей, который займет там достойное место где-то на производстве. Хотя это очень сложно. Мы пошли другим путем. Мы создали ЦОК, Центр оценки квалификации. Это немножко другая тема. Учитывая, что мы... Все знают, что 238 федеральный закон, да, о независимой оценке квалификации. То есть, кроме всего, все мы, и вы в том числе, а вас, насколько я знаю, ожидает вообще аттестация, да, в скором времени, насколько я понял, там в Министерстве просвещения проходит. Ну, это, да, но это другая тема. Я говорю сейчас за аттестацию тех, независимую оценку тех, кто сегодня на производстве и кто приходит в производство. Конечно, нам нужно готовые специалисты, бесспорно. И вот этот путь, который нужно пройти для них, да, конечно, очень сложный. Половина людей не знает, как это сделать. В законе, правда, четко и ясно прописано все функции, как вот мы создали Центр оценки квалификаций по сварке. Это очень сложный путь. 8 месяцев мы создавали этот центр на базе Накскоме. Пригласили, первое, когда создали ЦОК, пригласили студентов, ребят с политеха, директора Волощук Лариса Васильевна, и попросили, чтобы они через министерство, мне пришлось, так сказать, не то что упрашивать, даже просить, придите, мы вас бесплатно оценим, эксперты, да. В итоге, ладно, заявилось 16 человек. В итоге результат. 14 студентов, хотя там условия, что должен иметь уже образование, то есть диплом. Но ребята были на выпуске, оставалось там буквально 2 месяца. Уговорили руководство Совета профессиональных квалификаций, чтобы допустили. И допустили. И 2 мастера производственного обучения, которые отказались на первом этапе. Что не испугались, честно говоря, могу только догадываться, ну, естественно, вы тоже. Вот. Пришли 14 ребят. Прошли независимую оценку 4. Эти ребята попали в реестр. Там процедура целая, да? Как специалист, ну там маленький уровень, небольшой, 2-й уровень оценки квалификаций по профессии сварщик. И они, когда закончили, их уже сразу разобрали работодатели. Один только пошел дальше учиться в СГУ, выбрал такой путь себе, а остальные 3 работают на производстве.
и на очень довольно-таки серьезном, и получает очень хорошую зарплату. Одного даже пригласили в Тюменскую область, и он сегодня работает в «Газпроме». Мы не теряем связь. Обязательно мы отслеживаем, потому что есть специально обученный человек в техникуме, который постоянно отслеживает этих ребят, насколько они работают, как они работают, какие условия, какая зарплата и так далее. Ну, тот, который в Западной Сибири, там, мне даже немножко и неприлично называть зарплату, да, 164 тысячи рублей, на секундочку. Хороший получает, да, и он попал, и он, кроме того, ценность в чем? Что он не остановился, так сказать, на достигнутом, он уже, в принципе, повысил разряд, ну, видно, дар у человека. Я к чему это веду? Что если мы, конечно, вот как общество, да, вы говорите, государство, да, пусть и государство, будем в этом процессе все участвовать, мы получим, естественно, продукт, который нам нужен. На сегодняшний день, к сожалению, мы имеем немножко другую картину. Я не хочу сегодня говорить о том, что там кто-то плохо учит, кто-то плохо... Мы все виноваты, каждый в чем-то своем. Но вот нам как работодателям, и, кроме того, я являюсь вице-президентом Союза промышленников Республики, нам хочется все-таки видеть тех... Вот пришел готовый, и будьте любезны. Или же его приходится обучать, переобучать, тратить на него деньги и так далее. Государство пошло навстречу. Если работодатель тратит деньги на его обучение, там, повышение квалификации, переподготовку, он, естественно, имеет послабление в налоговом, там 151 налоговый кодекс статья, и преференции в плане налогов, и все затраты, ну, все возвращаются, собственно, потраченным независимо от цены. Это очень важно, это стимулирует работодателя, то есть он денег, в принципе, если даже и тратит, то они все возвращаются ему обратно практически. Вот что бы хотелось сказать. Конечно, я вот слушал очень внимательно и постарался даже вот изучить материалы достаточно. Вот что бы, собственно говоря, хотелось бы предложить, хотя вы лучше меня, наверное, знаете, как поступать, как делать, как учить детей дальше, да, чтобы они все-таки выбирали свою профессию, будущую, ну, будем говорить так, безошибочно, что ли, и быстро каким-то образом. Вот мне лично, как взрослому человеку, кажется, что все-таки нужна мотивация в любом деле. По-любому. Да? Если человек смотивирован в самом начале, да, вот ему нравится это, кто-то ему должен помочь. Должны помочь мы все. Все, каждый по-своему. Семья, школа, родители, в общем, государство, секция и так далее. Как только определился, понятно, он приходит, от него будет больше толку. Бесспорно. Ну, хотя, конечно, вот иногда в жизни происходит немножко иначе. Вот даже пришлось пойти на такой шаг. Но это, к сожалению, не касается средней школы, а касается уже ребят, которые выпускаются вот, с университета. Да, вот, собралась группа экспертов, я их собрал, специалистов, которые понимают в разных областях очень хорошо, имеют очень большой профессиональный уровень и профессиональную компетенцию. И вот мы завтра идем в СГУ, выпускную группу, правда, бакалавриат, магистрант уже защищается вот сегодня, завтра, бакалавриат, они защищаются в июне. Профессия в институт менеджмента и предпринимательства. Пришлось первый раз прийти, пообщаться с ними, услышать, что они вообще себе представляют, да, что они хотят, и вообще понять для себя, а как же с ними вести, к чему готовиться. Мы немножко были в шоке. Теперь мы знаем, что нужно делать, что начинать нужно заново. Но они-то через 2 месяца готовы пойти на производство. Задаю вопрос простой. Институт менеджмента и предпринимательства. 2 ключевых слова. Что это такое на букву М и что такое на букву П. Предпринимательство. И что вы думаете? Пауза. Все, я понял, что начинать нужно с нуля. Вот завтра мы идем, насколько у нас хватит сил, нервов, терпения, ну и так далее. Я к чему это веду? Если мы все сконцентрируемся каким-то образом, да, вот, мы готовы участвовать. Сегодня почему сложно, да, вот, когда определяешься, а как же его,
Ну чему его настроить? У каждого дети, внуки, там, у меня внуки, я уже понимаю, он шахматист, потом он пожарник, потом он еще кто-то. В течение 3 дня он может быть 5 профессий, ну там 5 этих самых, да. Конечно, тут нужно давать ему поле свободы и так далее. Вот до чего он там дойдет с таким дедом, я не знаю. Но для меня бы вот хотелось, да, вот есть у вас в вашей педагогике есть такой Климов, ученый, он социолог, да. Я посмотрел его тест. 4 этапа, 30 вопросов. В каждом вопросе да, нет. Ну, или такой ответ, или такой, да. Не буду комментировать, потому что вы лучше меня знаете, как педагоги. А давайте пусть пройдут все. Депутаты? Ну, депутаты в том числе. У меня на этот счет тоже свое мнение, да. Конечно, вот, чтобы не перескакивать, давайте пусть эти школьники пройдут вот этот тест. Это можно сделать? Проходят? И? Что есть? И дальше? И определяются. В 8 классе они одни вопросы, например, отбирают, а другие. У них же меняется. Ну, хорошо, это очень хорошо. И такой момент, но это не в виде там каких-то, может быть, рекомендаций вам. А? У меня Татьяна Сергеевна уже пальцем машет, говорит, закрывай лавочку. Да? Все, закрывает, да. Посмотрите, ситуация какая. Опять же, по школьникам. Ну хорошо, если это происходит, это происходит. И они для себя уже понимают, хотя цифры я вот совсем вижу, где Мария вышла. Можно было бы вернуть по таблице. И вы можете посмотреть, там четко, ясно, по процентам все понятно. Зеленое поле – это труба. А? Если проходит в сентябре-октябре мониторинг, они действительно часть не знают, но потом у детей идет... Нет, подождите, вот есть у нас структура под названием Министерства образования, которая говорит, провести мониторинг там, ну, условно там, в сентябре. Вот коллега выступала по поводу Белинкса, да, провели в октябре. Неправильно. Вот неправильно. Нужно было провести, наделать массу ошибок, чтобы провести потом в марте. Зато освоили деньги. Не, ну, нет, надо же доказывать же это делать. Которые выделили. Ну, собственно говоря, я, конечно, я уверен, что я вам ничего, собственно, нового не скажу, потому что с вами очень опасно разговаривать. Да, потому что вы все ученые, педагоги и так далее. Но я еще раз хочу повторить и где-то акцентировать на этом внимание. Да? Все-таки, поверьте, мы находимся не в более выгодном положении, чем вы. Что происходит сегодня с экономикой, вам не надо объяснять. Говорить сегодня о приоритетах профессий, которые там тут 50. Какой тут 50? Кто выдумал? Вот я просил Марию, говорю, Мария, вот этот момент атласа, пожалуйста, сделай так, чтобы спустить на нет. Потому что там космос, нанотехнологии, цифровая экономика. Какая цифровая экономика? Давайте научимся складывать 2 плюс 2. Ну, для начала. Вот. Хотя я, может быть, там утрирую, но, по крайней мере, я говорю о том, что я, собственно, реально вижу в жизни. Поэтому вот все-таки являясь сегодня, ну, в каком-то там одном лице, что ли, хотя тоже мне очень сложно, вот в части развития национальной системы профессиональной квалификации, создание центров оценки, да, по многим, вот существует уже 33 совета профессиональной квалификации, которые оценивают профессии. И вот в отношении реплики коллеги о том, что вот с депутатов там, или с кого-то еще чиновников, скорее всего, надо было, конечно, может быть и так, бесспорно, но пройдут все. И самое интересное, что с 1 января 2020 года пройдут все. Но почему об этом не думают сегодня, я не знаю. Вот мы буквально в конце месяца, 26 по 30, проводим всерегиональный конкурс лучше по профессии сварщик. Вот поверьте мне, уже информация пришла, уже все, уже на помещениях, где будет проходить и так далее. Буквально сегодня разошлю всем письма директорам СПО. С регионов приедут, с 11 регионов северо-запада приедут представители сюда. Для них уже место, где проживать, и все подготовлено. Но, кто будет участвовать от нас? И вот тут наступает момент ответственности, да, что, к сожалению, опять найдем тут 2 человека. А где у нас готовят на сварщика? Где готовят на сварщика? 7, если я не ошибаюсь, да? Короче, из 25,
7 или 6. Все сворачивали в индустриальную. Нет. Вот это самое. Все, большое вам спасибо. Извините, что я отвлек ваше время. Подождите, а мы вам не сказали. Кого? Мы вам предложение свое сказали. Только быстро, потому что меня сейчас... А почему быстро? Татьяна Сергеевна меня... Нам вообще слова не предоставили. Нет, мы вначале сказали, будет деловой обмен, а слова не дали вообще. Так, Мы хотим сказать, вот Сыктывкар, я не знаю, по неделе без турникетов, который проводит Российский союз предпринимателей. Да? 2 года мы участвуем, 2 недели. Предприятия ведь нас не принимают. Ни одно предприятие не принимают. Задействовано Министерство образования, там, Минэкономики, дает список, но ведь всех отфутболивают. Они сказали, что даже не в курсе были, потому что Уже несколько лет идет, они все еще... Сколько лет подряд мы ходили в торгово-промышленную палату и предлагали вместо вот этих ярмарок другие мероприятия. Вот как раз встречи с прогрессивными руководителями, предпринимателями, рабочими. Нет, все только деньги зарабатывают. Но сейчас уже благополучно эту ярмарку не стали проводить. Ну и маленькая ремарка по атмосфере. Так, можно отвечать сразу, можно. Потому что можно забыть еще. Можно, давай. Но смотрите, чтобы быть более конкретным, ну, скорее всего, ваше замечание, реплика все-таки справедлива, да? Но вот, на мой взгляд, торгово-промышленная палата занимается немножко другим. Это не время сейчас обсуждать, почему ярмарка и так далее. Они коммерческая организация. Союз промышленников нет. Так вот, честно говоря, для меня не то, что новость. Да, я знаю, что это нужно, да, что нужно попасть. Вот реально представляю, держу в голове 336 организаций в республике, мелких, средних, крупных, которым в принципе потенциально можно попасть и нужно попасть на это производство, лесопереработка, газовики, нефтяники и так далее. Да? Вот я есть директор техникума и школы там в Усинске, я сам в Усинске очень долго проработал, потому что для меня это как бы, я всегда начинаю с него. Вот, они попадают и на производство и в Северную нефть, и для Лукойла, там, и те же и школьники, и те же студенты техникума и так далее. Как бы проблем нет. Там четко и ясно выстроены отношения, подписали соглашение и так далее. Ведь, ну я не знаю, почему Министерство образования и как бы знает об этом эту проблему. Там. А почему, знаете что? А потому что ошибка была. Вот кто выступал сегодня, говорил за муниципальные управления образования? Они-то при чем? Они что, заказывают продукт сегодня? Вот девушка говорила по поводу, вот, где-то там, по поводу центров занятости. Вот этот орган, вот сейчас готовится документ, нормативная база меняется, и именно центры занятости. Они тратят миллиардные деньги на содержание безработных. Эти деньги нужно тратить на повышение квалификации, переобучение, и там денег хватит, и на все остальные дела. Не является, вот, в моем понимании, может кто-то меня поправит, там, с администрацией, если кто присутствует, да, или кто там с управлением образования, да не решает они ничего. Конечно. Вот и все. Вот эта вот цепочка, это нужно пойти в управление образования администрации, чтобы решить какую-то проблему. А она ее первый раз слышит вообще. Почему такой результат? И второй вопрос, который вы задали, извините, по поводу чего? А? Нет, я просто хотела маленькую ремарку по атласу профессии. Мы работаем с 2015 года, СГУ тогда проводил семинар. И то, что вы там говорили, упустить, это не надо. Дети разные есть, и талантливые дети. А топ-50 это не атлас профессии. Топ-50 это совсем другое, это профессия среднеспециальных учебных заведений, которых у нас 19 или 17 республик. Вот видите, вы как педагог меня поправили. Я не связывал ни в коем случае топ-50 с атласом. Я знаю, что это разные вещи. Вот. Но атлас там, ну, в моем понимании, вот как с производства, да, вот то, что там есть, половину его не нужно. Там нужно другие вещи. Вот и все. Как бы. А кто его составлял? Агентство стратегических инициатив. Публика, которая никогда тяжелее карандаша ничего не держала. А мы-то ведь ориентируемся, мы пришли сюда знания получать. То есть теперь получается, что
Не очень совершенный атлас, что ли. Господа. Тем более он 12 года. Спасибо. Спасибо. Мы знаем, атлас Да. работает. Он был разработан, Не надо. он был разработан в рамках вот того самого проекта образования 2030, который не был принят. Поэтому мы его презентуем, ну, то есть показываем не с точки зрения, что им надо пользоваться и на него ориентироваться. Там Мария Владимировна указала, да, что есть профориентационные игры, да, статьи. Это некое такое футуристическое видение нашего будущего, возможного будущего, но никто не говорит, что оно будет именно таким. То есть как инструмент профориентационной деятельности, почему бы его не использовать, да, какие-то элементы. Вот только с этой точки зрения. Так, ну что, мы к завершению подходим. Виктор Николаевич Тельнов, руководитель колледжа, да, он представит свои... Коллеги, я буду быстро, стремителен, понимаю, что все уже устали, и постараюсь дать только суть. Кстати, вопрос подняли очень правильный по поводу того, как работают с производством. Да? Я считаю, что здесь связка должна быть. Вот у меня, как у колледжа, подписано соглашение со школами. Если им нужно попасть к работодателю, они приходят ко мне. Хотя у нас в факультете проблем таких нет, как я озвучил. Мы попадаем спокойно. И проводим мероприятия, и профориентационные мероприятия, когда у нас идут, у нас всегда есть представитель работодателя. Если я рекламирую специальность МЧС, ее рекламируют мои студенты вместе с кадровыми сотрудниками МЧС. Если горное дело, значит у меня шахтеры, соответственно, с представителями компании. То же самое касается всего спектра специальностей. У нас МЧС тоже один работает, и биар, да. Что работает? МЧС и биарм – это то, что мы посещаем. Да. И водоканал по личной договоренности. Ну, вот я, к сожалению, не могу здесь критиковать. Из 360. Но я думаю, что для того, чтобы грамотно организовать приход работодателей, да, вот эту связку, обратитесь в колледж ближайший. У них ведь у всех есть соглашение с работодателями. У меня соглашение там, с 5 крупными компаниями, которые всегда мне помогают идут навстречу. Да, то есть здесь вопрос такой. Я пробегусь по профориентации, то, что, чтобы вас не утомлять. Да. Я пропущу все профессионалы, я пропущу, так сказать, такую теоретическую часть. Мы все знаем, что воспитание – это важная функция, без нее никуда. Да. В свете последних событий, да, уже только ленивый не сказал, что мы все провалили, потому что действительно то, что происходит в Керчи, в Архангельске. Я горжусь своей профориентационной работой, воспитательным блоком. Считаю, что мы в этом плане достигли очень многого, да, и я объясню почему. Но и этого не хватает. Я прекрасно понимаю, как человек, который давно этим занимается, что и этого мало. Потому что мы не можем ухватить всеми нашими мощностями полностью, там, ну, даже не 100%, хотя бы там 70-80%. Да, это нереально физически. Это несмотря на то, что я, так сказать, вопреки всем терминам и звездам, содержу еще и штатных преподавателей, которые занимаются конкретно этим, штатных работников и работников по договору. Я вот покажу. Здесь, вот, допустим, спортивные секции, обратите внимание, да, у меня только 2 секции платно, но это 2 секции платно, которые пришли ко мне из города с просьбой в вечернее время разрешить им преподавать. Поскольку у нас есть лицензия, мы их приняли на работу, они ведут платные секции, и мы еще получаем с этого внебюджет. Все остальное, посмотрите, вот спортивные секции, да, это бесплатно. Я нахожу внутри ресурсы для того, чтобы нанимать преподавателей, тренеров, да, ребята из смены у меня работают. Причем ну, не для красного словца, баскетбол, волейбол, мы чемпионы республики среди СУСов. Мои шахтеры, строители, спасатели, да, играют в баскетбол, волейбол, ну, вот последние 2 года лучше всех. Ну, вот баскетбол как раз чемпионат прошлый, который мы проводили, в котором мы участвовали и выиграли. Кубок Лапшина мы выиграли и чемпионат республики мы выиграли. Волейбол то же самое, мы чемпионы. Стрельба у нас просто так сложилось теоретически, у нас есть тир, да. Сейчас мы еще открыли специальность правоохранительная деятельность. По согласованию с министром внутренних дел, который, вот я привозил ребят сюда в Сыктывкар, он всех обнял, сказал: ребята, я всех трудоустрою, всех до единого. Потому что сержантского состава по северу Республики Коми не хватает до 40% иногда. Это очень серьезная проблема, потому что офицеров, да, офицеров в избытке. Те хотят быть важными, красивыми, то есть и дети эти тоже многие хотят пойти на вышку. Но сержантов не хватает. Не хватает дознавателей, участковых. Да, то есть он говорит, вы заканчиваете, мальчики, естественно, армия, да, девочки сразу можете идти работать. То есть это слова министра, вот он на днях к нам приезжает, посетит. У нас секция стрельбы. Наши ребята вот сейчас выполнили нормативы мастера спорта на всероссийском соревновании. То есть на чемпионате России он занял 8-е место и выполнил мастера. То есть у нас просто тоже физрук, стрелок наш главный.
Вот этот предмет нашей гордости — досуговые клубы. Ну, перечень перечислять не будем, я проскочу сразу и перейду к основному. Что такое профориентация? Да? Я всегда начинаю выступление перед родителями, говорю, профориентация — это не то, где ваши дети будут учиться. И даже не то, где ваши дети будут потом работать. Это то, как ваши дети будут жить. Вы сами выбираете. Если вы идете абы куда, лишь бы поступить, то вы потом сами за это отвечаете. Когда вы начинаете на 4-м курсе стонать, где он будет работать, дети, понятно, они малыши, после 9 класса сложно их упрекнуть, да? Но родители, когда все скопом ломятся там на экономистов, да, при том, что вакансий экономистов нет, а если есть, то они очень низкооплачиваемые, да? Возникают вопросы. Мы с этого года специальность экономику закрыли, потому что, хотя банки за мной ходят по пятам, дайте, а дети, выпускники наших банки идти не хотят, потому что большая текучка, высокая интенсивность работы и маленькая зарплата, ну, в сравнении с остальной зарплатой в Иркутии. Вот клуб нашей исторической реконструкции «Северная земля». Почему я клубы эти выношу, как говорится, на щит? Естественно, мы не можем привлечь детей, приходите к нам, вы будете учить физику, это так увлекательно, да? Хотя физика может быть увлекательной. Мы сейчас работаем над этим проектом, занимательная химия, физика и точные науки. Вы все, наверное, знаете ситуацию, которая с физикой у нас творится. То есть все меньше и меньше у нас уровень, все меньше ребят соглашаются сдавать ЕГЭ и так далее, и так далее. То есть эта история очень долгая. Но ребята все радостно приходят на все массовые мероприятия, на которых выступают какие-то интересные коллективы, проводится досуговая деятельность. Вот клуб «Северная земля» выступил у нас на Дне открытых дверей. 9-классники еще в апреле вступили в этот клуб и ждали сентября, чтобы поступить к нам. И они все это время ходили, занимались. То есть, причем, я считаю, одним из успешных проектов то, что большинство новобранцев этого клуба — это ребята компьютерщики, компьютерные системы и комплексы, которые, в общем-то, не должны от монитора отлипать, как это обычно принято. Они делают сами доспехи, они наряжаются, они выступают на мероприятиях. В сентябре они у меня уже съездили на всероссийскую битву, Куликовская битва, где 67 клубов со всей страны участвовали. Второй клуб исторического фехтования — это вообще уже суровая мужская работа. Там они бьются настоящими мечами, тоже делают сами доспехи, выступают на всероссийских соревнованиях. Но вот сейчас решается вопрос, чтобы присвоить этому историческому фехтованию статус вида спорта. Это необычные формы, потому что мы все можем пригласить, приходить, там у нас есть кружок бисероплетения, у нас есть там оригами и так далее, все это есть. А этого нет ни у кого. Поэтому здесь вот выступает таким как бы волнорезом, когда привлекаем мы внимание. Потом дети приходят, сейчас у нас действует проект «Будь сильным», мы уже съездили в Ижемский район, мы съездили в Ухту. Сейчас мы договорились, поедем скоро в Инте, будем выступать для школьников, для поселковых, для удаленных территорий, потому что туда, ну скажем так, вот мы в Ижму приехали, мы еще и шутим, да, последний раз там люди в доспехах с оружием были 600 лет назад. То есть, потому что это было зрелищно, собрались дети, родители пришли, это было интересно, красиво. Ну и параллельно мы рассказывали, что все эти дети, которые там выступают, это наши студенты, которые в свободное время занимаются вот таким досугом. Они организовывают выставки, сами делают доспехи, у них есть мастерская, то есть в рамках еще и работы в мастерских там, по слесарному направлению они еще получают навыки. Виктор Николаевич, это у вас штатные сотрудники, да, руководители? Это сейчас я расскажу. Это один из первых вопросов, который я ты такой умный, потому что у тебя денег много. Нет, сейчас расскажу. Сейчас расскажу, коллеги, да. Ну, волонтерские организации, волонтеров сейчас, по-моему, никого не удивишь. Пару лет мы становились лучшими на уровне республики, получали призы. Организация у нас хорошая, крепкая, работает, так сказать, даже, думаю, по волонтерам останавливаться не буду. Студенческое научное сообщество. Здесь остановлюсь пару слов. В основном у меня очень мощная научная база, это как раз компьютерные системы и комплексы. Ребята выигрывают республиканские и федеральные премии. Они выезжают у меня постоянно на Россию, мы постоянно проходим там всякие номинации, какие всевозможные. Да? То есть, когда был молодежный научный конвент в Ухте, первое место занял УГТУ, второе место заняли мы. Участвовали все вузы и там несколько колледжей. Очень сильная школа, держится она на двух сильных преподавателях, я их холю и лелею, да? Они очень строгие, там, пройти его, это все равно, что пройти огонь, воду и медные трубы, но дети его любят, потому что он реально учит, и они, выходя на 4-й курс, они по уровню уже, в принципе, могут сразу работать. И наши ребята еще на 3-4 курсе уже участвуют, они ведут кружки по робототехнике, проводят мастер-классы, то есть очень сильные. В этом году наш выпускник уже, он подал на 3-м курсе, прошел год, он получил федеральный патент на изобретение. Изобретение на уровне колледжа. Это как бы, чтобы, ну, вы понимаете, да, на уровне вуза это не так-то просто организовать.
Ну, спортивно-туристический клуб «Полярник». Воркута – это полярный Урал рядом. Мы ходим в горы, выезжаем на базу. То есть это тоже детей очень привлекает. И у нас очень много туристов, которые вот любят прям ходить в походы. МЧС у вас стоит потом, У нас специальность МЧС мы готовим. И у нас штатные работники, нет, преподаватели. я имею в виду, там же, чтобы выйти, надо определенных Технику вам не надо. Все процедуры мы соблюдаем, да, у нас как бы, в этом плане... То есть нет. Нет. Есть проблемы с палаточным лагерем. При слове палаточный лагерь, так сказать, Роспотребнадзор хватается за топор сразу. Да? Потому что палаточный лагерь, там такие нормативы, что их нереально выполнить, если у вас нет очень большого бюджета. Ну, это тоже из таких изюминок. У нас в колледже действует коллектив светового и огненного шоу. Там тоже ребятам интересно. Они выступают на праздниках, на мероприятиях, в том числе и на городских. Студенческий строительный отряд. Вы все знаете, что в школах есть лагеря, как они называются, господи, да, трудовые лагеря. Да. Но, естественно, когда мы выступаем в школах, мы говорим, ребята, сколько вы получаете в вашем лагере труда в школе? 3-4 тысячи – это потолок. А у меня ребята, студенты, включая, ну, несовершеннолетние, чуть поменьше, у них норматив труда ограничен, вы знаете, по закону, да? А ребята, которые после второго курса старшие, зарабатывают за месяц летом 25 тысяч. Да? То есть 2 месяца отработали, 50 заработали. Да? Это один из мощнейших стимулов, потому что в других учреждениях этого нет, а у нас есть. Но как я просто сам являюсь членом правления строительных отрядов, трудовых студенческих отрядов, работал в стройотрядах в свое время, да? Знаю, как это делается, но и знаю, какие возникают при этом проблемы. Сразу налетает прокуратура, Роспотребнадзор, трудовая инспекция, там масса всех очень сложностей. Да? Тем не менее, мы работаем, у нас это есть, наши студенты имеют преимущество. Знаете, какие трудности возникают с трудовым воспитанием, а почему наши дети должны мыть полы, а почему они должны там дежурить там, и так далее. У меня в сервисный отряд, сейчас скажу, что это такое, конкурс 3 человека на место. Сервисный отряд, у меня выделены площади общежития полностью и половина одного корпуса. Студенты после занятий остаются, с ними подписан трудовой договор КПХ. Если это несовершеннолетние, есть письменное разрешение родителей, все необходимые документы, все в законе, как говорится. И они убирают свою площадь и получают за это зарплату. Студенты почти все подрабатывают. Они идут во всякие кафешки, эти полулегальные, нелегальные, без договора, без оформлений. Ну, вы знаете, и полсыктывкара также действует, да, во всех этих кафе, везде наши студенты, там, хорошо, если старших курсов. У меня они остаются в колледже, выполняют работу уборщиц. Есть такая незримая конкуренция между штатными уборщицами и сервисным отрядом. Да. Если сервисный отряд где-то прокололся, я снимаю площади, отдаю уборщицам. Они потирают руки и говорят, вот, это наше. Если у уборщиц где-то сбой происходит, я добавляю площади сервисному отряду. Они работают, дети зарабатывают деньги, все в восторге, здоровая конкуренция и, в принципе, трудовое воспитание. Дети, которые там работают, да, я просто обращал, не то, что они там бумажку не бросят. Они волком смотрят, одежда начинает дымиться на тех, кто там бросил что-то где-то, потому что он там убирает. Для него это личное оскорбление. То есть это очень хороший блок такого воспитательного направления. Ну, мы выезжаем, вот здесь как раз фрагмент из Ижмы, мы выезжаем с этим проектом «Будь сильным» с реконструкторами, с лазертагом в разные места. Вот со спины видите как раз сотрудник МЧС, это фрагмент профориентационной работы, работодатели и их представители участвуют. Поэтому, когда школы к нам приходят, они видят сразу работодателя, оборудование, где вы будете работать потом, где будете проходить практику. Ну, город специфический, у нас, скажем так, город шахтеров, да, несмотря на то, что компания «Северсталь», она большая, мощная, у нее много задач, проблем помимо нас, но они оказывают нам очень большое влияние. У нас с ним подписано соглашение, есть у нас соглашение с энергетиками Т+, и с МЧС, и с МВД. Мы на работодателей выходим сами, не даем им скучать. Они, естественно, нам отвечают взаимностью, помогают, участвуют. Из пресловутого перечня ТОП-50 мы сейчас открываем, подали заявку на специальность гостиничное дело. Вроде бы Воркута, гостиничное дело, да, а гостиничной инфраструктуры не хватает. У нас общежитие не заполнено, мы сделали лабораторию, сделали хостел, отремонтировали, компания «Северсталь» нам выделила оборудование, мебель там на очень приличную сумму. То есть они заинтересованы. Когда приезжают в город спортсмены, они все останавливаются у нас. Для специальности гостиничное дело это будет и практика, и оплачиваемая практика, потому что моя задача как директора, да, чтобы максимально специальность была интересна, они должны понимать, что им это приносит. Ребята компьютерных систем и комплексов, компьютерщики, они, начиная с 3-го курса, подрабатывают. Мы их направляем на практику, сейчас будем монтировать систему видеонаблюдения. Они все у меня там будут участвовать, и все за это заработают.
И они почувствуют, так сказать, ну, они уже чувствовали не раз, что такой труд, сколько он стоит. Виктор Николаевич, а у вас общежитие далеко от Тихвинского? Как бы вам сказать, ну вот, Шаговая вот так, доступность. вот как вот дом. Шаговая доступность. У нас 17 тысяч квадратных метров, свое общежитие, свой тир, столовая, главный корпус. И наша гордость, которую, ну, будете в Воркуте, вас обязательно к нам приведут. Да, если уже были, то приводили. Это учебная шахта. Вот в учебной шахте... Стоимость сколько? Что? Стоимость месяца. Ну, рублей 300, там, 400. То есть, ну, бюджетная, да, символическая. Что? Не расслышал. Сейчас я еще включу маленький короткий ролик, да? А вы потом презентацию здесь оставите, да? Да, конечно, я оставлю презентацию. Вот посмотрите, это ролик смешной, сделанный в молодежном стиле, да? Он к профориентации прямого отношения вроде бы не имеет, но после этого ролика количество заявок посетить колледж, ну, звук здесь не нужен, в принципе, это наша учебная шахта. Ну, обычный макет шахты. Мы привели школьников, там спрятались актеры, переодетые там в чудовищ, да? Они должны найти ключ и выбраться оттуда. Дети в этой шахте, то есть их просто оттуда было не видно. Сняли специально с затемнением, как в фильме ужасов, да? Монтировали у меня студент первого курса со специалистом, он показывал, обучал его в это время параллельно, да? Они там ходили, лазили, искали, все. То есть это причем дети, ну вот еще 8 класс, то есть им еще год до того, как выбрать поступление. Сделали специально, вот, как фильм ужасов. Ролик коротенький, он за несколько дней набрал там 2000 просмотров уже почти. То есть дети между собой это распространили, и они уже ломятся к нам, типа, давайте мы тоже хотим. Но это проект, который мы хотим коммерциализировать, сделать этот квест платным за небольшую сумму, да, чтобы дети там могли, они пройдут по шахте, да, они приобретут некие навыки и познакомятся с колледжем. То есть наша задача всеми способами детей привлекать к нам. Они потом сделают выбор, да. Да, а это, ну, это квест. Вот видите, здесь просто я почему, чтобы можно было понять, что такое шахта учебная. Это копия настоящей шахты. Это рельсовый путь, 150 метров длины, вагонетки стоят, забой, а там темно, а там полумрак, там жутковато, да, то есть вот в таком, вот они там убегают. То есть это, скажем так, один из последних наших проектов таких. У нас очень много роликов, да, если хотите, я оставлю. Мы специально делаем короткие, да. Никто не смотрит из детей ролики свыше там 3 минут. Да. Есть еще один блок, я считаю, что потом его надо будет в природе здесь как раз для специалистов рассказать. Там конкретно для специалистов по профориентации, с МММ, как мы привлекаем при помощи социальных медиатехнологий. Мы запускаем, когда нашу запись там ВКонтакте или в сайте, мы же рассчитываем, что дети это все увидят. Да? Дети в этом плане ленивы. Если там нет, так сказать, привлекательных картинок, аниме и всего прочего, они туда не пойдут. Ну, естественно, мы их аниме привлекать не будем, но мы можем привлечь их родителей. Когда мы таргетированную рекламу запускаем, мы обращали внимание, в социальных сетях всплывает у вас рекламная запись. Вы же можете там прописать конкретно возраст, конкретно территорию, да. Вот мы приехали там в Усть-Цильму, у нас сейчас мы начали такой небольшой, с крестоносцами и богатырями, небольшой крестовый поход на северные территории. Вот с Цильмы первые ребята к нам поступили уже, с Усть-Цильмы поступили, родители приехали, посмотрели условия, они в восторге, потому что условия у нас действительно в этом плане хорошие. Ну и, так сказать, не в обиду Сыктывкару, да, в Сыктывкаре учреждений много, естественно, и детей, большой поток. Я говорю, в Сыктывкаре вы будете одним из 1000, а у меня вы каждый будете на счету. И, конечно, родителям это очень льстит, они с удовольствием на это идут. Несмотря на то, что Воркута удаленная, холодная, мы всегда показываем им ролик, ужасную погоду, 40-градусные морозы, чтобы вы понимали, что это так. Тем не менее, процесс в этом направлении... Сколько у вас студентов, количество? Ну, в следующем году, я думаю, что мы выйдем за 1000 уже. У нас есть две очень таких, как говорят молодежь, топовых специальностей. У нас 3 корпуса. 2 топовые специальности, они платные, и на них самый большой конкурс. То есть бюджетные есть. Вот в прошлом году мы открыли специальность МЧС, защита в чрезвычайных ситуациях. Да? В этом году цена у нас 65 000 то есть за год обучения. И тем не менее был конкурс. Может, где-то бесплатно?
Нет, в Ухте то же самое платно. МЧС тоже платно в Ухте. На базе, ну я знаю, я в Ухте работал много лет. МЧС на базе горно-нефтяного колледжа, и цена у них на 8 тысяч больше, чем у нас, мы рассчитывали специально. Как финансируется поездка ваших представителей? Если это... Вот Ухта и Ижма, мы нашли спонсора, банк открытия, договорились с Максимом Владимировичем, он нам профинансировал, мы приехали. То есть, в принципе, мы выезжаем в район специально для того, чтобы... Это и реализация государственной молодежной политики, это и установка, данная нашим министерством, что СПО должны быть лидером по развитию территории. Просто времени очень мало, я бы еще рассказал, что у нас есть у единственных свое антикафе. Антикафе, знаете, что такое? Ну, кто, сказать, слышал, знает, антикафе есть только в крупных городах. В Сыктывкаре они открывались несколько раз, но все время они загибаются. Потому что аренда муниципальная рассчитана так дорого, чтобы она окупалась только если там продают алкоголь. А в антикафе алкоголь продавать нельзя, тем более это молодежный центр есть. Да? Антикафе – это место, куда дети могут прийти. В коммерческом варианте это оплачиваемая минута, допустим, они платят рубль там, за минуту или 5 рублей за минуту, да, в зависимости. И они могут там играть сколько угодно, пить чай сколько угодно, пользоваться Wi-Fi и так далее. У нас нет платы, они приходят в наш молодежный центр, он разрисован под шахту, да, помещение с своим туалетом, гардеробом, ресепшеном, отдельный вход есть, да, то есть оно до того, как занятия закончились, вход изнутри, когда занятия закончились, вход снаружи, то есть могут прийти школьники. Мы вот проводим мероприятия, приводим, все экскурсии у нас проходят через него. Дети приходят, они могут попить чаю, они могут поиграть в настольные игры, да, обслуживают этот центр наш студент, который работает там же по договору сервисный отряд, да, они сами моют, убирают, следят за порядком, поддерживают там чистоту и так далее. И вот через эти вот ключевые моменты мы стараемся привлечь молодежь. Есть вопросы? Вот вы хотели рассказать руководителей. Да, вот руководители. То есть есть такой нюанс, да. Часто обращаются, приходят, допустим, в какой-то клуб. Вот к нам пришли ребята, реконструкторы. Они говорят, пустите нас к себе, нам негде тренироваться. Да? Естественно, я не могу их пустить к себе, потому что это возникает нарушение законодательства. Я им предоставляю безвозмездное пользование республиканское имущество. Меня привлекут при первой же проверке. Но я делаю просто. Я создаю у себя внутри свой клуб одноименный. Да? Потому что все эти общественные организации, они очень такие ревнивые. Они хотят славы, свободы, так сказать. И в то же время хотят, чтобы их любили и ценили. Я создаю свой одноименный клуб. Они у меня приходят, занимаются с моими студентами. Никакой вопрос аренды не возникает. И никаких денег им не плачу, потому что они занимаются у меня. Но одно условие, чтобы они работали с моими студентами. Все. Я, так сказать, решаю два вопроса. А ничего оплачивать не надо. Они тренируются и тренируют моих детей. Если они не тренируют моих детей, то я их не пускаю, естественно. То есть вопрос здесь не возникает. Ну, если вы открываете у себя секцию баскетбола, и ваш физрук ведет, вам же не надо платить физруку, он же у вас все равно зарплату получает. Да? А здесь он у меня приходит, мы составляем соглашение, ребята все пишут заявление, просим принять, и в нашем клубе они работают. И таких клубов, секций у нас много. Но сейчас уже все эти ребята, которые, кого-то мы трудоустроили, он к нам пришел, кто-то работает по договору, преподает вот МЧСники, допустим, клуб «Авангард», там командир пожарно-спасательного отделения, он работает там, и он преподает по договору у нас на МЧС еще. То есть это тот самый путь, который позволяет нам, и вроде мы не нарушаем закон, и вроде бы мы как бы все довольны. То есть вот так. И у нас надо предобразование, чтобы все учились. Нет, а у нас они все... Воркута и работа – это ассоциация полностью, понимаете? А у нас еще есть работающие дачи и все прочее. Там ничего нет, там работа. Ну, согласен, но тем не менее, привлечь детей на какие-то мероприятия тоже не всегда просто. Нет, ну у вас, в принципе, очень, конечно, интересные у вас формы привлечения детей и так далее. Поэтому презентацию... Я презентацию оставлю. Там есть QR-код, да, на телефоне, если считывать здесь, переходите в нашу группу ВКонтакте, там все написано. Да, в принципе, просто в поиске набираете Виктор Тельнов ВКонтакте, пишите мне, я вам скину все, что нужно. В группе ВКонтакте у нас все есть эти ролики, потому что я времени много занимать ими не буду. Да? То есть все вопросы я готов дистанционно показать, рассказать. В принципе, мы в свое время даже делали, то есть хотите, мы вам организуем что-то под ключ, мы приезжаем и организуем. Потому что вот молодежный центр, сейчас из Ухты приезжали к нам, из Дома пионеров, они хотели открывать такой же, прислали специалиста, она ходила, смотрела, ахала-охала, говорит, как у вас все здорово, красиво.
мы объяснили, какие там нюансы, да, чтобы в рамках закона, чтобы было интересно. Всё. То есть психолог вам не нужен? У нас есть психолог, у нас есть социальный педагог, есть педагог-психолог, есть воспитательная служба, есть руководитель физического воспитания. У нас есть студенческий совет, у них отдельно свой кабинет с электромагнитным замком, через сенсор на пальце они заходят, периметрическая система, чтобы мы знали, кто заходил и выходил последний, да, и они не бегали по вахте, там, не раздражали вахтера, не брали ключ на каждые 5 минут. Какое? Сейчас вот мы концепцию разработали и ее формируем. Педагог-психолог. То есть, в принципе, все, что мы можем сделать в рамках вот наших возможностей, делаем. Мы тратим внебюджетные средства, мы их зарабатываем, да, но мы их и тратим не только на зарплату, мы тратим на развитие. Спасибо. Спасибо. Как один из примеров нашей профориентационной работы со школьниками. Ну что, коллеги, вот на этом основная программа завершена семинара. Коллеги из ТКАРа подсказывают нам о том, что есть необходимость все-таки, да, организации какого-то более интерактивного, да, взаимодействия по этой теме, потому что профориентационная работа, деятельность – это вот на самом деле очень важный момент. И здесь очень важна наработка именно вот тех самых практических, наверное, находок, и нам нужно делиться с ними. Как вот вы считаете, нужен ли нам такой какой-то круглый стол? Какие-то средства, что-то такое? Да, с привлечением, наверное, специалистов центра занятости, да, с их большим багажом. Что еще? Может, какие-то методические Методические. Мы 2 раза в год занимаемся. Ну вы-то, конечно. Нет, я мы уже поняли. Да. Нет, мы говорим в разрезе республики о том, какова потребность педагогов в проработке дальнейшей этой темы. Я думаю, что нам дальше нужно сотрудничать вот с Надеждой Владимировной, да, эту тему расширять, потому что тема профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья, говорю, это вот наше актуальное будущее. Это действительно использование всего потенциала центров занятости населения, потому что именно там действительно сосредоточены сейчас большие средства, направляемые на профориентацию. Далее нам нужны, вот коллеги подсказывают, да, диагностические новые современные методики по уровням. Но, кстати, вот в тех ссылках, которые в моей презентации содержатся, на сайте Министерства образования есть методическая рекомендация 2013 года. Вот там как раз-таки есть методический инструментарий. Да, да, то есть нам бы послушать психологов, да, практикующих, педагогов-психологов и педагогов, потому что методики нужны в том числе и педагогические, не только психологические, да, для того, чтобы педагогический коллектив, педагоги могли их использовать. То есть вы имеете в виду вот еще этот практический опыт, да, послушать, как система диагностическая может быть выстроена. Спасибо, мы принимаем ваше предложение, будем думать над дальнейшим развитием этой темы. Вот. Если есть еще какие-то предложения, я готова их выслушать уже, наверное, в частном порядке. Благодарю вас. Спасибо большое.